time again. These men struggle and sacrifice. We understand that greatness is never given. Our journey has never been one of shortcuts. Диджей, остановите свингер-пати. Здрасте, ребята. Доброе утро. Трудящиеся и не трудящиеся тоже. Храни вас Господь, потому что сегодня понедельник. И я, честно говоря, чувствую себя, выгляжу как понедельник, вот что я вам скажу, пацаны. Ой, бля. Едем на колеснике. Не играл вообще ни на одном танке с этой ветки, кроме концепта. Так что я думаю, мне будет интересно. Не знаю, как вам. Ой, всем шалом. Всем шалом, лажерхеды. Я себя чувствую ежик. Очень хочется спать. Блин, это пиздец. Я чат не врубил, ё-моё. Сейчас чат загрузится. Кристо, здорово. Здорово. Дегре, здорово. Ветка моего почтения. Сейчас страдаю на девятке. Я понял. Капуста, здорово. Ты со временем все красивее, красивее, как пожар. Блять, я вообще чуть встал. Я вчера троху, но слегка приболевший. Чувствую себя шметком пизды, пацаны. Что так рано начал стримить? Ну, короче, в рамках эксперимента. То, что конкуренция утром ниже намного. Для набора аудитории. Ну, на ВК Play вроде как влияет. Тадекир, ёпта, здорово. Как ты, братан? Чё не спишь? Может, на работу собираешься? Держись там. Блин. Может, я про Ирок так и не захотел досасывать. На камеру вот это, если посмотрим, как он там себя чувствует. Я сильно долго в простреле стоял. Чекнос в... Ой, блядь. Чеснок в ЭС перед сном и будешь здоров. Ой, да, блядь, я не знаю даже. У меня, понимаете, симптомы, как будто бы со мной все хорошо. Я заболел, но симптомов нету болезненных. Ну, типа сопли там, горло чуть-чуть. Я думаю, главный симптом, знаете, какой? Я уже день 5 стримлю утром. Ложусь в час-два, просыпаюсь в 7. Работа еду. Братан, легкого рабочего дня. И этот день будет самый легкий. Охуенно быстро пройдет. Никто не будет заебывать. Ты поймаешь качественный проеб еще. Вот. Здорово, отец. На права сдашь нихуя. Ну, вообще вот эта выборочка вроде как прикольная. Да, можно вот как дурачок кататься с одним уроном.
Категорически. Лоббидап. Короче, я чувствую себя, пацаны, как пизда. Но обычно это где-то через час проходит. Вот, я как-то забодрюсь со временем, но пока что извините. В режиме пиздянки катаюсь. Ноябра. Но мы можем вот покататься туда первого светофора. Все равно в бою делать нечего. Какие права пудели? Собачьи. Чего непонятного. Рыщем по кустам на собачьих правах. Танковая классика подъехала, смотрите. А и это елка. Разгуслится или нет? О. Никита, здорово. Мазафакер, здорово. Бесправный пудель, да. Кстати, по уровню раньше права. Но еще никто не подставился просто. Ой, бля, я и вчера себя херово чувствовал. Поэтому мы с госпожой купили коньяк. Вышел в бой на рачу правах, да. На своем уровне как будто вот это вот мозаичек поприкольнее будет. По имбове точнее. К ноге госпожи, да. Он прямо ей дурак, что ли? Ну, вообще должен его с выстрела забирать, как будто бы. Кто не ожидал никто. Полжопа. Убийца здорово. Так и знал, что госпожа помирился и на стрим хуй забыв. Ну, мы с ней до этого помирились. Короче, хуёво мне было, пацаны. Сходили пока в магазин, пока туда-сюда. Гетеросексуальные отношения, да. Любые гетеросексуальные отношения мы категорически осуждаем. Как я в прицеле гриля не видел, тут просто 100 лет, наверное. Тоже вчера хуёвый день было. Творог недельный съел. О, бля. Но на всякий случай, мало ли он зачем-то разрушаемым стоит. Пейнкиллер, здорово. Жопа до полуночи на Су-8 играл. Турбену вместо вентиля попробуй дать. Бэбра едет 70 км. Мне кажется, для этого уровня достаточно такой динамики.
подзалупный. Даже подзалупный творог бывает испорченным, пацаны, поэтому аккуратнее с питанием там. Мусорку не добили. Ой, он самый. Сколько там опыта надо? Наверное, окошко открыть. А ночью, походу, снег шел. Что там задачи обновились? Наверное, должны. Ох, блядь, ох. Шалом. Чупа-чуп, здорово. Даже котяра не выспался, тусуется на компе как-то. Не выебывается. И эта ветка куда интереснее, но я думаю, да. Да, как здоровье? Судя по голосу, не очень. Ну, уебищно, да. При том, что симптомов у меня болезни нет. Не температура, ну там горло чуть-чуть, сопли. Но чувствую себя просто дерьмом. Просто дерьмом, скорее всего. Теперь это мое нормальное состояние, пацаны. Я теперь буду просто куском дерьма. Вы извините, но все. Теперь я Джо. Из всей ветки, пока только Саладин зашел. 9 косая пиздец. И концерт 5 тоже косорылый. Иногда разочаровывает. Я вчера не схуя 38 ебал. Ой, бля. Ковид-2, пацаны, произошел, видимо, в мире. Я кого не спрошу, все приболевшие. Чувствую себя не рою, да. Чувствую себя жопой не рою. Настолько мне хуёво. Настолько я весь сверблю, и мне хуёво. Саладин, да. Блять, А, ну настолько православному игроку, как я. Ой, бля. На 6-м левеле, конечно, нехуй делать. Надо по резкому эту модель проходить просто и все. Ну, знаете что, я протупил в М6, надо было стрелять. Где-то отдаваться не будет. И врагу не пожелаешь чувствовать себя жопой не рью, да, это очень страшное заболевание. Страшнее заболевания нет. Ты сидишь, и тебе вот врач приносит рентгеновский снимок. Там не то, что какая-то хуета, он просто порван посередине, и лоскуты торчат, блядь, всякие. Говорит, блядь, все хуёво. Пришли результаты вашего снимка, вы жопу не рью. И рядом родня сидит, и сразу же все эти тетки, бабушки расплакались.
Доктор, что делать? Ведь можно что-то сделать. Доктор сам смотрит на пол, там такая древняя советская плитка, и он, блядь, начинает плакать, и слезы капают на эту хуету. И ты в отчаянии тоже спрашиваешь: господи, ну это же, блядь, доктор, это же лечится. Он кидает на свои слезы снимок и просто сыт на него и говорит: нихуя, блядь, не поможет. Он закуривает и уходит. Вот такая вот хуёвина. Хлястки танка, говорят. Саладин? Не знаю. Там название было бы белорусское И. Ну ладно, мы еще дойдем. У нас на сей раз Stronghold. Все время была очень крутая игра с таким названием. Она же как дыра после попадания 200-миллиметрового фугаса, да. Она вот похожа, знаете, на что? На дыру от попадания 200-миллиметрового снарядов в корову. Примерно вот так же выглядит. И пахнет так же. Типа эта корова еще полежала, ну где-то вот дней 8 на солнце. Вот это вот. Один в один. Один в один. Стронгкок. Это Стронгкок. Не, знаете что, я вот просто в этом бою просто куколдинью сагдиков. Тут цель, конечно, попроще. Но пробить его невозможно. Ой, это вторая гусля папашка. Бля, на этом наше полномочия максимально все уже. Не воруйте, суки, не воруйте. Вот это вот надо. Вот ко мне приехали. Ой, хуй знает, я полгода стрелял, 1300 урона. Жестко. Спора нет, он неплох, но косой. Сало на ходу мог попадать, а девятка... Вся команда на лицо скинулась, да. На обоих ак 100% метки на нем брал. Полетели дальше. Хотел свежим воздухом подышал, вроде как и жить захотелось немножечко. Как будто я жопу не рью, и с меня мог смахнули рукой так. Вот такие пердачки. Котейка лапку достал. Гейплей на микроволах, конечно, унылый, как бакенбарды Джо. Да. Где вебка? Блять, я вставал
был без трусов, я его вырубал. Сейчас рубли, пацаны. Опа, вебка Слав. Всем доброе утро, ребята. Оживаем резко после выходных и на работу, на любимую. Так, он более сбалансирован, чем концепт, мне кажется. Вот меня, кстати, концепт вполне себе устраивал. Даже после нерфа он как будто бы мне нравился. Хотя уже столько времени прошло, я столько не играл на нем, что, блядь, кто его знает. Мне в последнее время ни один танк не нравится вообще. Вчера стрим зажал, да. Ну, я, честно говоря, так поленился троху запускать. У меня было слегка хуёвенько. Пошли в магазин, туда-сюда. На таксоне приехали с этими пакетами. Было без 10. Вот, я, короче, пошел картошку жарить на сковороде. Купили опять. Ну, такие нихуяренькие. Ну и стоит, я бы сказал, недешево. Решили с луком обжарить их, а потом сверху накидать картошки и с картошкой пожарить. Ну и, короче, все это накидали на сковороду, кроме картошки. Началось жарко. Началось, блядь, жарко. А кот запрыгнул на... Это, блядь... Ну, типа на кухне, на стенку, на это, на шкафы. На шкафах стоит несколько у нас бутылок. Пустых там от бухла. Там графин какой-то, ваза. И стоит бочка от пива когда-то купленного. Ну, такая 5-литровая. Металлическая. Ну, стояла и хуй с ним, пускай стоит. Вот, короче, перед окном зацепился, пизданулся, и бочка эта упала на плиту. А она с обратной стороны, прикиньте, прогнила. Вот просто металл этот прогнил и... Ну, и внутри ясен хуй ржавчина, там пиздец. Бочка, короче, упала, с нее натряслась ржавчина. И, блядь, на всю плиту и на сковороду. Короче, грибы были запороты. Кот запорол грибы. Блядь. Пришлось нахуй все выкинуть. Ну, зато картошку еще не успел вкинуть, я нарезал. Пожарили картофан. Коньяка с Санькой купили, короче. Прибухнули, все так. Я, в общем, немножечко отдохнул. И морально разложился. Hellcat One Love, единственный, на котором 3 отметки, прикольная игра. У меня все до него никак руки не дойдут, пацаны. Пришлось пожарить кота. Ну, блядь, пиздёк этот. Ну, он, блядь, он из этого и состоит. Ему надо где-то поладить, хуйней позаниматься, поскрестись и так далее. Крисмас, здорово. Ну и, короче, наказывать кота за то, что он кот, я не стал. Без концепта за БС на всех уровнях танки очень играбельные. И это да. И это да. Кот руина, да. Заруинил прожарочку. Специальная грибная операция провалена полностью, да. Ты какой один целый будешь брать? Скорее всего, 279. Дизель, здорово. Знаете что, на 6-м левеле вот мозаичик вот этот мега крутой. У него троху танчит башня, он ДПМный, он едет, у него еще все есть. У этого танка вроде тоже все есть, но у меня до сих пор не было боя, в котором бы я нашел себе место. Слышишь, гейбой? Опа. Бля, какой же он страшный. Какой же, блять, он страшный. Как жопа не рью, пацаны. Как жопа не рью.
Домашнее задание вам, ребята. Найти OnlyFans канал Нерью и добыть фотографии его жопы. И добыть фотографию его жопы, ребята. Надо. Хорошо. Хорошо. Еще насветил, абсолютно. Поехали артоводов искать. Там Six Cut Loads горят. Может, ублюдки, кстати, и здесь оказаться. Этот пудель точно где-то там. О. Кто, получается, на 9 исследовал танк 10 и сразу заново качать? Ты исследовал 10, пошел на нем, сыграл один победный бой, а потом заново качать. Такие вот дела. Владимир, здорово. В эфире жопа не рью, пацаны. Выгляжу так же. И с меня также все стекает и капает. Это такая же сопливая пизда. Как жопа не рью. По факту же можно одну ветку... Да, вроде вообще бесконечное количество раз. Ну, в смысле 10. А ну даже если 4 раза, то тоже достаточно. Еще на втором разе уже заебет проходить ветку. Мне кажется, люди сейчас трохи адаптируются ветки заново проходить и какую-нибудь хуйню ведут, чтобы ты там за определенные бонусы себе скидывал ветку любую. Ну хотя вот оно и есть. Да. По чуть-чуть люди будут проходить. Ну когда ты лег шерстила, как мы будем играть теперь с тобой? Обезьянья голова. Головник-то, блядь, усатый. Пиздюка этого видите? А если на первом заебло? Ох, тогда все, на. Тогда 11 левел тебе не нужен. Это пиздец, минус 6 мультов за бой. Какие ДЦП вундеркинды в лесте. Да. Но они делают то, что им выгодно. Котейка, надо как-то слезть отсюда, слышишь? О, наушники не трогай. Владимир, здорово. Однако, здрасте, здорово. Всем здрасте, друзья. Короче, Вячеслав подышал свежим воздухом, и теперь он чувствует себя, ну так пойдет. Пойдет. Как... Чувствую себя просто 30-летним чертом. То есть лучше я себя чувствовать в принципе не могу. Ой, бля. Нихера себе бабы в танках. Впервые вижу. Хотелось бы спросить, во-первых, что они тут делают вообще. Что ковбой быстро стреляет. Лежер хэт. В скобочках районный. Хорош, на развороте лоха опустили.
Я вот даже еще не начал качать что-то заново, но я уже заебался, понимаю. Понимаю. Баба должна камуфляж Юши стирать и доп пайки готовить, да. Да, кстати, ты охуенную идею выдвинул. Сделать специальный режим для баб, где они готовят доп пайки. Ой, блядь. И коктейль «Поцелуй Юши». Ну-ка, давайте мы жопку заберем, это сладкое. У него это. А тогда мы не пробьем, ребят. Коктейль секс на Юше. Неадекват, здорово, Гачи мастер, снова здорово. Здорово, спасибо. Всем легкого понедельника, пацаны. Нихуя ты его наебал, но... Ой, бля. Секс на Энске, пацаны. Секс на Энске. Как будто может легче всего качать Т-34-5. Там БМ танки. Да ну, нет, конечно. Вот на америкосов толковая ветка на СТшке, кстати, потому что вот это Бебра, он очень крутой, прям пиздец. Ну ладно, это сомнительно, но окей. Вот эти крутые. Ну, М48, понятно. На Е5 самая крутая ветка, они все пиздец имба на имбе. Имба на имбе. Ну, может быть, вот эта еще ветка, ничего. Хотя вот насчет вот этой Бебры я сомневаюсь. Скорее всего, тот же Hellcat. Энск с хай-левела, да, давно убрали. Саша с Косарев, здорово. Жаль, нельзя орбиту только на жандарме проходить. Да. В аркаде 8 уровня прокачивать просто в кайф. За вчера 400к опыта нафармил. В аркаде? Нихуя себе. Ну хотя да, если мы дойдем до 8, можно в аркаде покататься. Там просто весело, да? Или так, или не так. А там разве нормальное количество опыта дает? На E5 6 уровень кал редкий, а вот СТЛТ норм, да, 705, а на орбиту можно быстро дойти до 11. Но это понятно, но если тебе надо просто по одной победе, да, а если ты чисто будешь проходить вручную весь опыт набивать, то быстро не получится. Потому что там почти все танки уебищные. Привет, Симин, как успехи в получении 10 уровня? Мы прошли до 2 уровня проекта Орбита. Там по 3-5к опыта фармишь за 3 минуты боя. Ну заебись. Заебись. Я, наверное, на 8 не успею там поиграть. Что это надо тогда 8 за сегодня вкачать? А я на 6.
Свободку, да, за свободку можно. Что-то надо очень много свободки. На одну ветку идет там от 500 там, до 650 тысяч опыта. Фобия здорова. Проект Авида. Да. Да. Новый проект для обиженных. Обиженных игрой. Мне кажется, отличная формулировка, чтобы всех нытиков под одну шконку сгрести. Да, типа там Бладьки, там... Ну, Корбана тоже можно туда определить. Это каста обиженных игрой. Норгочлав в аркаде за первый победу день с бустами и 7к, да. Хорош. Там этот РМТ, мини-жандарм на 7-м левеле. Ну, я что-то слышал, да, такое там. Хороший танк выпустили. Вошла. Каста обиженных игрой танкистов. Саша, спасибо большое. А я больше горю от огнеметов. Я тоже. Слишком больно. Да. Я говорю больше с того, как у этих долбоев организовано все. У них расчет тестит танки. Расчет не может понять, имба танк или нет. Его выпускают в продакшн. Плюс они полгода готовили мега крупное обновление, да, бля, все дела. Ой, блядь, что пошло не так, пацаны. Я почему-то думал, что здесь можно нормально съехать. Но это оказалось пиздеж. Так. Надо хотя бы до 7-го левела за свободку, а дальше своими силами. Или пропускать неиграбельные модели из ветки, а остальные качать. Ну да, может так. В песке срок пожит и похуй. Всем катают, когда по 3 снаряда. Слушайте, а давайте, может, знаете, как сделаем? Мы сейчас быстренько купим 7-й левел. Блять, как там камера стоит? Такое ощущение, как будто даже не на меня смотрят. Мы сейчас быстренько купим 7-й левел. На нем добудем кабачковую победу. Потом откроем 8-ку и в аркаде я будем качать. А? А? Так или не так? Так хоть пофаниться можно будет. Ну вот Леха съедет без проблем, походу. Да. Да не, норм было видно. Сейчас еще лучше. Хорошо. На вебке жопу не раю. Переставь к лицу. Жопа не раю. Прикиньте, зима пришла в Гачевстан. Вторую ночь снег был, и с виду как будто бы не страшно на улицу даже смотреть. Ой, бля. Вышло, что наш огнеметчик не разъебал всех в ноль.
Его здесь, по сути, некому пробивать даже. А сколько градусов у тебя на улице? У меня 39. Нихуя себе. У меня, может, -2 максимум. Минимум. А зима, да, тоже снег ночью был, а сейчас морозы -4, но все равно зимняя куртка отдыхает. Я, блин, на улицу в кроссовках выхожу, в летних, и мне охуенно. Вчера даже жарко было. Нюхленко на СТР. Владимир Ильич Ленко. В зеленом купальнике, да. Было тепло. Было тепло. Пошли, короче, я сейчас 7 за свободку открою. Я всю жизнь в летних кроссах, только в детстве одевали что-то на зимнее. Ну, по такой зиме реально можно в летних кроссах ходить. Я уже не помню мороз -20. И кстати, здорово, родной. Здорово, братан. Короче, я заливаю свободный опыт. Свободный семен заливаем. Так тошно. Так тошно. На Ете Бебри мы делаем перемогу тоже одну. Он, кстати, по-моему, он же вроде неплохонький, да? Детка ППР. Не, я думаю, знаешь как? Качать 8 и может в аркаде на ней поиграть. Либо хер с ним садиться хотя бы на 7. А 7 крутой, ты играл на нем? Да, эта модель не играли. И эта модель. Сука. А с виду имба. В аркаде дороги скользкие. Сгоришь. Ты без 7. Ну, поехали на 7 покатаем, значит. Семерка играем. Хорошо. Если эта модель играет, давайте на ней поиграем. Аркада изи режим. Побереги свои нервы. Короче, ладно, хуй с ним на 7 покатаем. Пока что за свободку не будем открывать топ. Там бедный пес какой-то лает, бедняжка. Что не так-то, епта? Все равно не вижу, что там нажать надо, все нахуй. Короче, на ЕТБ бреем. Вчера открыл за свободку Е5. Красава. Как тебе аппарат? Так, давайте мы его затарим. Инспиртор. Его менять на стриме не хочет, вот и лает.
Я недавно эту хуйню увидел у Джо на канале. Инспектор сидит и стримит ночью. Когда, пока хозяин спит. Блять, я купил не те снаряды, пацаны. До этого. Не на ту пушку. Не надо ему стаб. Да, хуй с ним. Хотя можно оптику поставить. Не фармить опыта больше. Херась, он еще и ДПМный. А Джоб инспектор подрядил стримить его ночью. А хуй сам спит. А денежка капает гений. Да, блядь, даже если бы мне сказал Джоб, типа, во, все, с моего канала стрим ночью. А я днем буду. Я б согласился. Пока да рекламировал бы свой канал. Так. Как в такси первый преамбул. Инспирирован. Маскировка, смотри какая. Жирная там, да. Да. Наш марафон не будет друг дружку и деньги в кружку, да. Стал бы Слейвиком Джоаном. В районе 40%. Ну, это пиздец, конечно. Блять, как можно вообще танку дать маскировку 40%? Долбоеба совсем. Там максимум 15 должна быть. И то у елки какой-нибудь. Девятка, десятка. Блять, ну такая маскировка, если что, даже у ЛТ-10. Если без всяких приблуд там. Только снаряд летит. Зачем только бабы приводили отношения? Да. Ну реально, они же там, блядь, наверное, спят еще вместе. По крайней мере, в одной квартире точно. Ебут друг дружку деньги в кружку. Хера себе, кого-то взбодрили. Да. Да. Бля, значит, что у меня пушка не опускалась, прикиньте. Как такое могло быть вообще? То нету, сука. Ну ладно, это похуй. Верится, что правда не встает на баб, да? Это тест на сотрудничество с Джоом. Мы должны быть уверены, что у вас не встает на баб. И что нет предрассудков насчет рыжих никаких. Джоу давно стерилизовал. У меня ELC на full маскировке. И обзор охеренный, ЛТ стоит. Точно. ЛТ стоит потраченной голды, жалко сведения в канале. Ну вот у елки, если что,
Он когда едет, у него такая же маскировка, как у куста. Это как называется? Это в балансе или нет? Никакой, сука, пощады вообще. Сначала себя, поэтому толстеть стал. Да уж. Корм для стерилизованных собачек. Корм для стерилизованных собачек. Корм 2, да. Поэтому и называется корм. Во-первых, потому что левша поесть любит. Карабас-барабас танковый. Танковый карабес-барабес. Это гей-барики. Ой, как хуёво он мне еще чекнул, сука. Надо его порезче начать пробивать. Ой, как хуёво, ёбаный рот. Пизда, я, блядь, просто запейлил все, что можно запейлить. И все, что нельзя. Танковый карабес-барабес. Ясно, где сами разобрались, короче. Из моей сопливой жопы. Не, знаете что, на него надо все-таки стап, чтобы вот такие вот тычки быстрые давать. Что стрельба будет охуенно некомфортная. Я вчера последний раз ел доширак без всего, нихуя не лезет, бля, жестко. Вентиль убирай. Ну да, может быть его стоит убрать. Но он точно нахуй не нужен. Я на этой карте на H3 9500 натанчил. Красава. Бля, вот ебаный рад. Игра не даст, ты со стабом не попадешь. Я понимаю, но вот, допустим, на городской карте, блять, надо быстренько кому-то подсунуть. Ай, похуй. Блять, даже не успел быстрее него выстрелить. Игра не баба даст и клумбе. Когда болеешь, только пить лезет, морсик с клёкой всегда лево. Либо варю, либо покупаю, норм штука.
А как станет чуть легче, вот идет перцовочка. Ой, я вообще почти никогда не болею, у меня... Я даже никак и не лечусь. Ой. Здесь еще опыта хорошего. Вадим, здорово. Здравствуйте, друзья. Всем шалом. В ВК Play стримишь? На Ютубе стримлю. В ВК Play и в группе ВКонтакте. Там в описании есть. Хочешь, скину ссылку на ВК Play. Все правильно, мужик в больнице едет только в скорой помощи, да. Да. Интересно, у Клумбы бабы паспорт просит. У Клумбы бабы спрашивают, в каком ты классе учишься. Нарезки твои очень понравились. Спасибо. Спасибо. Сейчас на автопилот сяду. Давай я через ВК Play заходи. Там ссылку найдешь или скинуть в чат? За 100 рублей. Да какое за деньги ссылку скинуть? За 50 могу. Найду, хорошо. Так, папанька. Не отсосал. Эх, жалко, жаль. Шорты имба. Постоянно смотрю. Хорошо выходит. Мне иногда кажется, что хуево, честно говоря, пацаны. Вадим, спасибо за подписку. Я тут, красава. Спасибо за подписку. Я думаю, можно вот сюда уже начинать надрачивать топор. Да, со столбом, кстати, лучше с него стрелять. Всякой хуете скорострельной. После выстрела так раскидывает прицел. Но знаете, что я вам скажу? Я, видимо, уже совсем... Ой, папашка, извини. Я уже, видимо, совсем пожилой черт. И у меня периодически начинает нагорать, когда я просто свожусь. И начинает гореть очко. Из-за долгого сидеть. Да ёбаный рот. А, это мусорка на огнемете меня начекала. Здравствуйте, всем здравия желаю. Дед заскочил лайкасик. Спасибо, родная. Спасибо, Грузия. Не европейская страна. Это у нее секса не будет. Ну, Грузия ж хочет стать Европой. Знаете, что скажет Нерьё, когда Грузия вступит в Евросоюз? Моя жопа це Европа, что он скажет. И откроет свой сервер. Для всех. Я думаю, даже рука до такого не опустится. Не знаю, не знаю. На Эрике КД 16 секунд, 20 секунд сведения. Ой, это пиздец. Я так хуево стреляю, пацаны, сегодня. Знаете почему? Потому что я вчера прибухнул. Мозги подсушил. Теперь заново надо учиться играть.
Пока что мы на уровне Юшатим. Его жопа и так общедоступное место. Ну да, есть подозрение. Но с такой, что ее может самыми не уже. Шея Тим. Алкаш получается. Да не, мы с госпожой просто лечились от простуды вчера. Пришли в магазин, начали выбирать коньячок, вискарек и так далее. То не бутылка, то белорусский разлив. Либо даже витебский, я вообще охуел. Ну ладно, у нас есть ликероводочный, который норм. Блядь, ну естественно. У нас есть нормальный ликероводочный. Да ты заебал. Меня чуть не перестреляло. Ну, короче, 2 бутылки армянского коньяка было, мы нашли, но он, короче, такой дорогой. Я люблю бухать, но так, чтобы за бесплатно. Желательно за бесплатно, а там, видите, там пришлось деньги за не заплатить. Короче, нашли какой-то охуенно дешевый вискарь шотландский. Шотландского разлива. Блять, и... Ну, типа, хер с ним взять. Реально хороший оказался. А он дешевый, пиздец. На российские бабки, знаете сколько? Ну, наверное, рублей 700. Еще бутылка такая, как от ХДВхи. Ну, только не пластмасса. Реально оказался хорош. Ой, был приятно удивлен. А госпожа сказала, что коньяк хороший, короче, пьем. Вискарь, точнее. Она говорит, на утро посмотрим. Опять сюда смотрят. Проирок-то, блин. Давай намыляй. Это в жопу. Сейчас мы быстренько допялим эту блоху дырявую. Ладно, не быстренько. Пошел в жопу. Получается конина из картошки, но у него наверняка стропон в виде дулока. Но это доподлинно неизвестно. Дед Ютим. Коньяк давно не пил. Говно делает все больше самогончика. Но может, ты только 2-й раз сбросил. Не, это уже 3-й раз. Владимир, здорово. Интересно, какие у тебя там утехи. Я никак, пацаны, не утешаюсь. Я 2 раза в день стримлю. Между стримами монтирую видосы пачками. И грустно смотрю в окно с котом. В обнимку. Поэтому все мои утехи — это сходить макароны купить. Ну, даже это можно делать со вкусом. Он с котом госпожа снимает. Ну, вот, кстати, Ебасоси вчера писал. Вот по-дружески написал мне, где стрим, сука, и так далее. С уважением. Я ему скинул госпожу, которая с этим, со стаканом в руке. А потом кота скинул. Вот и все мои утехи. Кот и госпожа. Иван Александрович, спасибо за подписку на ВК Play. Привет, очень часто вижу моменты со стрима в ТТ. Take Road, хорошо. Благодарю, братан. Благодарю, очень приятно. Короче, значит что, я не удивлюсь, если он там же и стоит. Как я понимаю, ночью запиливаешь шорт. Нет, я вот, допустим, с утра стримец. После стрима сажусь, леплю шорты, ну где-то часа 3-4. Потом их закидываю и... Ну, я планирую публикацию. То есть не так, что я слепил видос и все. Я просто планирую публикацию на определенное время.
4 штуки в такое-то время, 4 штуки в такое-то. Привет, Гачи командир вышел на поле боя с веткой концепта. Хорошо, когда. Да. Недавно шорт увидел с приглашением Юшати. Блять, охуенный шорт, да? Блять. Вы видели эту хуйню? Короче, какой-то слейв Юши с никнеймом там, Шварценеггер, там 300 какого-то левела. Ну, никнейм такой человек. Сообщил мне следующее. И если хочешь победить в битве блогеров, вступай в Юша Тим. И только у нас ты можешь выиграть 600 голды. Это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Я каждый раз, когда вспоминаю, мне смешно. Мне очень смешно. За кого на ПБ будешь? Ни за кого. Ни за кого. Но если кто-то мне предложит, вот за 500 голды Юшати мне предложили, есть смысл уступить. Потому что я только там и заработаю 500 голды. Не, ну шорты реально интересно смотреть, красавчик, спасибо. Спасибо, какой-то Шварценеггер написал. Вот так вот. Ну, кстати, 2300 дали пойдет. Мне иногда кажется, что шорты не очень, знаете почему? Если шорты длинный, а длинный шорт это там 40 секунд плюс, их уже не так жирно смотрят, и их не закидывают в рекомендации. Если я просто нарезаю катку хорошую, ну, допустим, катка на 5-6 тысяч. Ну, понятное дело, что это не сумасшедший урон и так далее. И, ну, типа, их как будто бы не сильно хорошо смотрят. По-хорошему, надо просто нарезать коротенькие моменты, где какая-то веселуха произошла. Таких моментов реально бывает мало. Я их стараюсь записывать на мобилу. Ну, короче. Все. Просто хочется поныть, что YouTube мне не дает в линию. Давай свои утехи показывай. Иди сюда. Вот. Вот мои утехи. Чертилой. Пиздёк. Вчера жарку грибов запорол. Что грибы запорол вчера, обезьяна? Сам как гриб. Вот такой вот кабанчик у нас вырос. Такой вот Нирью Тим смотрим там. Так, я, блядь, провтыкал, походу. Сейчас, минуточку. Минуточку. Ошалеть, родной, спасибо огромное за косарь. Спасибо огромное. Опа, шерстяной, да. Пророк мой усатый пришел. Спасибо огромное. Ошалеть. Ошалеть. Это вообще... Надо было торговаться на 1000 голды. Это вообще не зашкварно. Подкупать, чтобы в тиму вступали. Ну, как бы... Наверное, нет. Мы же живем в мире, где, по сути, так все и решается. За бутылочку вискаря можно некоторые вопросики решить. Проблема в том, что бутылочка вискаря не стоит 500 голды. Ой, ну, я, блядь, даже и не знаю. Ну, получается, Юша решил набрать наемников в команду, потому что его что его подписоты и фанаты не смогут найти кнопку в бой, скорее всего, с первого раза. Ну, я не знаю, как она... Может, у него какой-то спонсор есть. Надо понимать, что чтобы охеренно много людей привлечь, даже, ну, не знаю, по 1000 голды, и вот ты привлечешь, допустим, 1000 человек. Вот. И возникнет вопрос, а нахер тебе такая битва блогеров, папашка? Или там, блин, бревно пролетело. И не нарезать капитана капусты. Нарежем, братан, просто не могу пообещать, когда именно. Давай показывай. Я уже видел шорты про Хрюшу. Мне каждый день на АК приходит с вступлением команды разных блогеров. А мне вот только от Юши приходило. Давай в мою тиму, я 1000 голды заплачу.
с ним перестрелка не сложилась. Я, честно говоря, в битве блогеров вообще играть не хочу. Вот там ничего интересного нет. Капитализм Юша, заебись, да. Ясно, он, короче, не пускает меня. Тут шлагбаум, пацаны. А даже банка хорошего пива не стоит 500 голды, но юшевцы с первого раза дверь пивнухи найти. Это да. Это да. 500 голды за вычетом 37 рублей на модпак. И наемник. Я не знаю, это он тебе в игре 50 голды. Ну какой-то его fucking слейв написал там в игре. Рекламное сообщение такое было весьма стандартного толка. Во-первых, там заявляется, что если я хочу победить в битве блогеров, мне нужно вступить в Юшете. Надо понимать, что мне, как обычному игроку, все, что достанется, это экипаж или один член экипажа с пачкой перк. По сути, больше ничего хорошего не достанется. Я понимаю, если, знаете, победителю, члену команды победителя в битве блогеров что-то нормально давали. Ну тогда бы все, наверное, пошли бы за левшу. Реклама говна. Камуфляж. Я чисто хочу член экипажа и все. Как часто стримишь? Я просто по делам погнал, потом залечу. Утром и вечером стримы каждый день, вечером 19:00. Утром в последнее время с 8 утра. И так каждый день. Спасибо еще разок. Так, ну-ка. Куда он повернет? Ой, любота моя грязная. Понятно. Больше ничего. Сука, да ты на... Но я до 16 и в наряде, потом пойду в танчики. Я понял. Мой бок шишки. Сиськи точнее. Если, пацаны, тут в модоиграме, я прочитаю все комменты. Стремно, причем это мне чел попался во врагах на Тигре 2, кинул рекламу в общей. Бля, жестко. Не ешь бананы, то Саня, здорово. Здорово. Ну, в каждой части же по-разному наряды. В моей части, например, было дата в 18 у тебя съем. А в части, которая... Ну, на нашей территории, но по сути это отдельная часть. У них съем был в 8 утра вообще. Так как командир зарулит, так и будет. Блять, фраерок, ну давай пробьешься. Не ешь бананы, турист. Пиздит, он вчера вечером не стримил. Ну да, вчера не было, кстати. Потому что я обленился. Но не лучшая реклама. Надо 3-ю отметку на жандарме добить. Ну да. Я не в чате слушаю. Ну и все. Блять. Блять, черкарита. Хорошо. Слушайте, а каточка-то подтащилась. В отпуске в другую. В отпуске в другую страну. Да. Не ешь бананы, турист. Чья это жопа такая красивая. Накормить надо ее, конечно.
нахуй пошел. Нахуй пошел. В общем, на ютубе мы с утреца и вечером, пацаны. Мою на СС красивую здесь можно нащупать. Ехал страны, а она тебя догнала. Границы страны быстрее расширяются, чем ты успеваешь уезжать. Так, арточка. Не ешь бананы. Ну что ты пристал к человеку? Вот у меня, например, есть кореш, он в секретной почте работает. По сути, служба ментовская, пенсия ментовская, в форме спецназовской ездит. А вот, официально почтальон. Все, блядь. Все. До Кацов дотянулись. А где Кац живет? Мне интересно, в Израиле что-то? Чтоб он с Джо смог встретиться. Ярость. Так, значит. Кац в Израиле. Мне пофиг. Блять, мне армия до сих пор снится. Периодически. Вот, но там обычно это такое на фоне тревожности. Какую-нибудь задачу делаешь, она не получается. Как-то нам один раз, я на КМВ был, поставили задачу с одной части, ну, короче, с одной стороны части, в другую сторону части в штаб сейф отнести. Снег был, все дела, лед. Сейф тяжелый, пиздец, мы с чуваком. Ну, и его нести тяжело. Я ему говорю, блядь, давай на снег положим, толкать просто будем. Положили, толкали. Ехал, заебись. Ему на бачок положили, доехал. Ну, как несли, так и, типа, положили, все, он поехал. Потом его подняли, занесли в кабинет, поставили, а та сторона, на которой мы его катили, там вся краска слетла. Получили пизды. Так, он же... До него есть соседи. Так, ага, 4-й год. Пустую уходит, если подсрочить, кстати. Да уж. Снится, как сижу на коленях у замполита. Блядь, у нас такой замполит был охуенный мужик. И потом еще один тоже был охуенный. Арсений, здорово. Найс, Кокент, С, здорово. Симметрично. Покатали. Сейф получается, ну. Сейф доехал охуенно вообще, просто 10 из 10. Это мало то, что краска слезла, он такой зацарапанный стал вообще. О, и нам не повезло, он типа там к шкафу должен был одним боком становиться. Если бы мы на том боку его прокатили, хер с ним, но мы прокатили на другом. У нас было, видимо, 50 на 50, и не фартануло, не повезло. Только пробью это хуй-то. Не пробил. Странно, но все зеленое. Доставки 5 звезд ставших. Да, 5 нарядов стал. Hello, комплект здорово. Ой, фу, только не колесные бриты. До 9 только с ней начинается весело. Плюс-минус 50 на... Вылетела дам. Ой. Не ешь бананы, турист. Слушайте, я его в шишку... А вот здесь ни хера не горело зеленым. Слушайте, ну мы так поставим под сомнение все принципы игры и работу разработчиков. Пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Не ешь бананы, турист. Ну, прикольненько вот эта баброчка. Ладно, согласен.
Ну-ка, давайте под клавами постреляем. Мозаибек зато нормально попал. Сразу же. Ну, это был блайнд. Так, он там зашевелился что-то. Ну, как-то писюны сгущается, пацаны, кроме шуток. Не ешь бананы, турист. Я даже... Ой, тихо. Я даже со стабом, пацаны. Как-то стабы этой самой не хватает. Поехали терпеть в кустике. Мне кажется, мы и так прекрасно знаем, что минские ублюдки должны гореть в аду. Но мысли так сходу читать не нужно мои и оглашать. А где прайс-лист? Ну там в описании на ВК Play есть. Если там под этим... Ну вот экран со стримом. И там ниже такие квадратики, типа поддержать, хуять, тыры-пыры. Там есть прайс. Но если что, прайс короткий. Можно заказать клип. Хотя Donation Alerts не работает, опять же. А на этом, на DonatPay там отдельная ссылка. За 690 рублей приседаем со штангой. Можно заказать танк. Приседаем в тросиках леопардовых, само собой. Можно заказать танк за 100 рублей. Что у нас еще в прайсе есть? За 1500 могу покукарекать. В прайсе, по-моему, нихуя с толком нет. Я не помню. Мемы можно скидывать. Этот ФЦВ Шме до нерфа был имбой. Может быть. Может быть, я не играл. Я только на десятке играл и все. Мы сразу его качали за свободку и поехали отряд метки брать. Это было охуенно. Буду дошек кушать. Окен Бич. Капитана 4 звезды. В смысле, как настоящий слейв, ты уже минимум 10 минут это делаешь. Ну, когда-то, когда ветка выходила. Ну, на голде прикольно не играть. Ебать, нихера себе, меня аж чуть не укачало. Вот это он вкатил. Не выстрелил. Ну ладно. Спагетти Мафия, спасибо за рейд. Здорово, родной. Здорово. На VGX, да, в обнове тоже апнут концепта. Ни одна игра. Да, но это не важно. Это не важно. Ой, да, такой детский сад развели, капец. И самое смешное, что многие поверили. Лест это другая контора, и у них совершенно другая игра. Ну, вы долбоебы совсем. Вы действительно долбоебы. В смысле, блядь, где эта новость про ап концепта на ВГ? Ну, это что, не у меня спрашиваешь? Я за новостями активно слежу, и инфы 0. Значит, это не новость, а слух. Ну, может, разрабы где-то там жмыхнули. Донут вивот. Ну-ка, давайте перекаточку пошевелим. Здесь, конечно, есть минус, что нету ОВН. В принципе, с этим можно бороться. Котяра в окно смотрят.
Сейчас бы верить, вот Экспрессу самые обоссанные ебланы, которые я знал в своей жизни. Ну вот. Кстати, вот Экспресс, они активно форсили новость, что когда скипаете ветки, вот вам топ веток, которые можно скидывать, на них меньше всего опыта, 705 и так далее. Но и ни слова о том, что на ветке 705 нужно терпеть, а не играть, а это разные вещи. Да, и соответственно 500 тысяч опыта на ветке 705 чувствуется как кабачок в жопе. Кукарекай. Сейчас госпожа придет, будет разъебать. Котейка, будешь со мной? Кот в ахуе. А вам слышно? У меня бывает микрофон не все звуки захватывает. Может быть, петушиный не захватить. Это легендарно. Эх, блядь, эх. Не зря в танке играю, видите, кукарекать научился. Так это для даунов, которые готовы свободные ветки. Ну да. Дмитрий, здорово. Рогачев, ничего, белорусская фамилия. У нас город такой есть. В нем кича армейская, кстати, находится. Ладно, всем ББ. Давай, братан, давай, счастливо. Вадим, мое почтение. Так, подожди. Во-первых, мне надо отсюда уехать и где-то припарковаться в надежном месте, потому что вот это в говне, вот это не в говне, а центр в говне. Центр в говне. Полностью. Ау. Ладно. В данной ситуации можно трохи пожить. Видели новость? Какой-то мужик собирался с собой покончить. Ему предложили купить шавуху. Ну, типа, купили шавуху, и он отложил свои планы. Настолько принципиальный человек. За шавуху можно и пожить немного. Пизда. Чё это ты, семянин, начал внезапно так рано стримить? Ну, потому что рано утром конкуренция чуть ниже. Соответственно, есть вероятность, что кто-то подпишется на мой гачной каналчик. Вот такие пердачки. Петушок прямо как настоящий. Абсолютно. Абсолютно. Но хоть не бананы предложил, да. За банан. Я допизделся, пацан, надо было раньше ехать. А теперь мы танкуем фугасом. Лёшки проебали момент для выстрела. А ты нахуй иди. Турист. Давай, эй, no, турист. Эх, блядь, эх, короче. Ну, хоть не Гуф и группа Центр умерли. Гуф и группа Центр распались. Я вот эту вот брычку, на которой ты играешь, просто ненавижу. Меня пока что устраивает. Шавуха спасает жизнь, звучит как слоган. Это просто золото для маркетинга и для рекламы шавушечной. Вот, скорее всего, там пацаны не сообразили. Скорее всего, просто владелец шаушечной не читает по-русски, поэтому он нихуя не знает об этой новости. А зря. А зря. Похмелился, хватит. Ответ отрицательный. Я, знаете, как похмелился? Я открыл окно. И мне стало пизжу. Мне стало пизжу. Предложили 500 голды, передумал умирать. А еще на 7-м левеле, когда мы качаем ветку. Качаем ветку в рамках проекта Орбит. Мы сейчас находимся на 3-м этапе. Прямо сейчас находимся на 3-м этапе.
И вручную качаю ветки, чтобы потом обрести 11 уровень. Вот такие пердаки. Я думаю, знаете, как будет? Мы эту ветку докачаем. А потом за свободку пройдем... Это 3-й уровень, насколько я знаю. За свободку пройдем 4-й, и у нас будет первый 11 левел. То есть, по сути, нам докачать эту ветку, и, грубо говоря, у нас уже будет 11 уровень. Первый. Неделя шавухи, продажи врагов и буррито. Да. Какой танк будешь забирать? Скорее всего, 279. Хотя да, за Юши на 500 голды можно и ИС продать. Я жопу дьяволу продам за Юша Тим. Ай, блядь. Ка-ка-ка-ка-ка. А я похмелился. Ща норм, красава. Юша, кстати, 279 и советовал. Блять, ну вот вы понимаете, Гена Юша Тим не задавишь кабачком. Ни один кабачок не затолкает назад Гена Юша Тим, пацан. Ни один. А чё по ветке Йоха? Не пройдешь? Еще чтобы сэкономить. Не, вручную вот так вот полностью Йоха не буду проходить. Там танки с люстрами и с несколькими шишками. Нам столько не надо. Сам Йох клевенький, но на Йохе придется только одну тычку сыграть. Ой, один бой сыграть, вы понимаете. Да, короче, нах. Мы ветку на E5 проходили, она мега охеренная. Я бы, возможно, проходил бы ее снова и снова, но меня заебло. Так. Если не получишь стрим Юра Шатунов шатает кабины за 500 голды. Норм танк. Много шишек получается. Слишком много. Слишком много. Я могу стерпеть только одно. Но не больше 2. А Хори? Да ну, нет, конечно. Да, типа, стоять в кустах, терпеть. Ну, конечно, с одной стороны, окей. Но не хочу. Вот на колесниках фаново покататься. Хотя вот я пока что удовольствие не получаю. Удовольствие не получаю. На ветке 5 было круто. На Т-32 мужики терпели как могли. Вообще никаких проблем. М103 неплохонький. На М48 первую ветку мы проходили. М46, понятное дело, крутой. У меня, кстати, гайд недавно вышел, никто его не посмотрел, блядь. На першинге круто играть. Ну, короче, ветка нормальная. Ветка нормальная. Что-то посрал? Сука. Говно воняет. Кого воняет говном? Я только 8. Этой ветки ненавижу сильнее, чем эту вот чумошную. Я понял. Новость осталось на 2-3 ветки. Пацаны, пахнет немытой жопой. Кто из Нирью Тим зашел на канал, признаемся. Смотрел на Паттона гайд. Красава. Красава. Они, короче, что-то не зашли, YouTube их в рекомендации не закинул. Ну, надо понимать, что на моем канале, если гайд зашел в рекомендацию, то это 1000 плюс просмотров. Там по статистике видно, он типа на днище, а потом оп, и нормально все. Пошли просмотры. И последние пару видосов YouTube их не закинул в рекомендации, поэтому я их посмотрела там. Я, ты и мамка моя еще посмотрела. 9 левел охуенно будет кайфовать. Это от меня пахнет калом. Так, усы нердёв. На стриме вошли в чат. Капрофилы оживились, возбудились. Я просто в штаны надел. Все согреваются как могут. Но... Пиздюк, ну может ты уйдешь отсюда? Но лучше так, чем Юша Тим вступать, да. Я жопу дьяволу продам за Юша Тим. Да? За ты. Дырчик шпионит, но...
Мамка 5К играет. Так, пиздёк, иди отсюда. Заем. Этот день победы. Эйнал... Все, поехали. А, подождите, у нас что? Аппарат не вернулся. Эйналом пропах этот фистинг на горящих пердаках за 2.79 мы все терпели как Макс. Ты на Китева Вислова похож, абсолютно. Абсолютно. Это Эверлонга 3 семерочки слышал, эту стильную киберкотлету, новую умничающую направо и налево под кринжовый музон. Нет. Ну какой-то, наверное, малолетний киберчор. Никогда о нем не слышал. Юшу в ББ взяли чисто ради кринжа. Я пьяный в 4К на арте играю, блять. Так, у нас входящее сообщение, пацаны. Приглашение в клан. Вы за Юша Тим Бу играть. И не. Сейчас мы подберем себе клан под стать. Дроп 3. Блядь, сейчас, кстати, что-то Ангелос вспомнился. Толковый стример был. Жаль, срок годности быстро кончился. Дети хоронят коня. Здорово, родной. Страшненький. Да я нормальный, просто мне хуёво. Чатку, здорово. Да ты шо, он там Тиму Нерхрё выбрал, потому что там сплошные скилловички и вообще состав сплоченный. Блять, верим. Ты последнюю ветку за свободку пройдешь. Возможно, когда мы увидим тебя на Диславе. Я думаю, скоро. Мы эту ветку вручную пройдем, а следующую за свободку жмыхнем. Короче, ору сбитых блогеров. Ну, смешно, смешно. Жалко пацана. Но угарный был пиздец, да. Я его начал смотреть с 15 тысяч подписчиков. Ну, я, короче, какой-то короткий период посмотрел, потом в танки перестал играть, и все. Но он был клевенький, был молодец. Хреново, что нельзя продать Эйнал всем на битве бомжей, чтобы гарантированно сорвать куш 500 дуплонов. Не дублонов, а дуплонов. Вы превьюнер в Юпитере, где вот свои приоритеты расставляют. Ну, вступление. Блять, ну... Я не видел, давайте посмотрим. Как надо отыгрывать всем на ВВ. Блять, давайте посмотрим. Вы соблазнили деда. Мы сейчас, может, еще в Нерью Тим вступим. Сука, вот у него даже ник пидорский. Переводится как «рядом с тобой». Рядом с тобой. Это не гомосексуальный подтекст? А? Это пиздец. Так, как надо отыграть? Я пожилой дуплон. Стоп, понимаю. Давай выйди, сейчас посмотрим, а как играешь ты такой в танке, а в награду тебя валюта из корабликов, но, бля, там пиздец набирайся. И еще танки советуют. Ну, короче, он рядом с тобой. Ты его усики видел? Блять. Мое гузло становится слюнявым, когда я вижу его усики. Значит, так вводим. Так. Пермахлеб. Вот, нашло. Новые моды ломают игру. Модпак. Дропы легендарный. Топ-5 веток. Вступить. Как играть в битву блогеров? Почти 10 минут. Как вступить в Нерью Тим? Ай, бля. Ну, смотрим. Так. А, ты ссылку кинул. Это оно? Гачи-бас радио. Блядь, ты не то скинул. Так, католическая
священника, который его воспитал. Да какой ник? Смотри, играет так, гомосексуализм. Это есть такой выйденный экран. Господи, ты тут... Все, тихо, пацаны, не пишите нихуя, мы так никогда не врубим. Сейчас демонстрацию анала врублем. Все, тихо, слушаем. ИС-7 собирает. И тут не рьем. Приветствую, господа танкисты. Сегодня... Смотрите, какой уверенный в себе Джов, во-первых. Во-первых, блять, а во-вторых, где живот? Левшу вообще заново нарисовали. И Юшу тоже. Но я не верю, что у него такая фигура. Сука. Но мне не рью чат закрывать, не рью реалистичный. Историчный. Историчный. Не рью историчный абсолютно. Там еще должно быть видео, как зарегистрироваться в танках и нагибать на артячки пиздатые. Блять, поехали. Вы посмотрите максимально короткий и понятный гайд о том, как же... 500 голды. Этот прикид стоит 500 голды. Неоновые эти, как его, молнии на кожаном пальто. Внимание, неоновые молнии на кожаном пальто. Ну это же в Юша Тим все так ходят. Юше надо было в костюме БДС. Этот вот вид Юши. Это такая ржака, да, мужик огромный. Прячется как сучак. Но, блять. Я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол. Это они типа этот, по заветам Человека-паука, блядь. У меня есть обычная жизнь, и никто не знает, что я популярный стример. Вот, что я где-то чмошник, а тут я в танках я настоящий не рью. На все 4 прикида постарались 500 голды. Бегущий по левше, да. 2049. Сагдик. Неоновый на шлемном. Или пилораму. Все, смотрим, пацаны, тихо. 2025 и о том, как же вступить в команду Нирью Тим. Режим битва блогеров 2025 стартует. Это гайд, как вступать в команду, пацаны. Надо понимать, что в команде все скилловики. Но им надо подсказать, как нажать кнопку «Вступить». 7 февраля. 7 февраля 2025 года. Поэтому обязательно введите эту дату у себя в календаре, добавьте в заметки или заведите будильник. В блокнотик скилловичка записываем, пацаны. Домашнее задание вам записываем. 7 февраля вступаем в Нирью Тим. Чтобы не пропустить. Данное событие продлится 10 дней, вплоть до 16 февраля. Вы можете зайти в команду Нирью Тим в любой... Слушайте, я туплю, или, блядь, 10 дней это не до 16, а до 17. Ну ладно, хуй с ним, ничего страшного. Запишите на лбу перманентным маркером, да. дней. Рекомендуется стартовать... У кого висит бумажный календарь, бабки, вы с Нирью будете играть, да. Надо понимать, что у всех скилловиков бумажный календарь рядом с компом. У меня тоже висит. Я просто не покажу. Пиздец. Запишите у себя на копчике дату вступления за Нирью Тим. Играть 7 февраля, потому что первые несколько дней является... Это обезьяне никогда. занятие лидера. Будем знать, кого на улице гладить по голове трубой. Блогеров, как у меня показано в ангаре, справа от кнопочки «В бой» вы выбираете как раз-таки сам режим. Прежде чем вы зайдете выбрать своего командира, за которого вы будете играть... Блять, ну вот вы понимаете, у вас командир, у вас есть возможность выбрать командира. Ну, блять, ясен хуй Юша. Вот видно, что Юша. Ну, типа, левша выйдет как командир на рынке, окей. Окей. Нирью выглядит как просто школотрон. Ну, Джов, не дай бог.
Ясен хуй за Юшу вступаем. Татуировку даты, да. Татуировку с даты на копчике делаем для вступления в Нерью Тим. Обязательно. Обязательно запишите на жопе парня. Да. Именно за Нерью, командой Нерью Team, рекомендуется в обязательном порядке удалить любые модпаки блогеров, которыми вы пользуетесь. Ибо они Рекомендую. могут манипулятивными или обманными действиями затащить вас в свою команду. Единственный Так вот. рекомендованный модпак, которым нужно... Ясен хуй Нерью. Это модпак команды Нерью Team, Который затащит вас в команду. 1 февраля. После того, как вы удалите Удалите модпаки вы соперника. можете выбрать командира Нерью. Отпишитесь от каналов соперников. Рекомендуется. Удалите танки. Рекомендуется удалить танки. Перед тем, как вступать в команду. И игру тоже удалить. Ёжа хуюша, левша хуюша, жа хуюша. А вот нерхарю не получается. Получается в бедам. Да. И скиньте CVC код. Обязательно. Можете прочитать дополнительную информацию и Вступаем в Нерью Тим по ссылке в описании. После ББ всем с модпаком Нерью прилетит банда запрещенки. Будет охуенно. Они отыграют битву блогеров, всех забанят за эти запрещенные моды и заберут очки. Блять, и шея удлинится. в команду. Вы выбираете, подтверждаете, и вы вступаете в команду Нерью Team. Мгм. Вам Бля, сразу кроме шуток, реально гайд по вступлению в Нерью Тим, вы понимаете? У Нерью в команде очень много скилловиков. Им нужен гайд для вступления в Нерью Тим. Божечки, он прирожденный воспитатель детей с умственным развитием. Я выбираю, подтверждаю. А есть пункт против всех. Так вот. Это вот копна волос у него на голове размером с пол его головы. Мне всегда кажется, что там что-то лежит. Блять, ну честно говоря, с такой шеей ему нельзя такую прическу иметь. Ну типа... Визуально он удлиняется еще больше. Возможно, это из-за модпака Нерью. Возможно, там входит удлинение шеи. Этого мы не знаем, потому что я вам не рекомендую качать этот модпак. Может удлиниться шея. Может. Боже, ты гей. Так и знал. Андрюха, здорово. Здорово. Почему гайд по запуску мира танков пропустили, не знаю. Как скачать и установить мир танков? Ты чё, ВВ? Да нет, конечно, это мы смотрим этот избирательную кампанию Нерью. Мы на этапе гайда, как вступить в Нерью Тим. Он как будто предлагает идти с ним на гей-парад, да. Сделали бы еще команду PvU Team. Блять, вот честно говоря, почему нельзя на время битвы блогеров назвать свою команду по-другому? Если бы мне предложили, я бы сказал бы. Я бы назвал свою команду Пиво. Это вот знаете, как игроки дуреют с этого названия. Они бы... Я бы без гайдов нахуй набрал в аудиторию. Просто без гайдов и все. И камуфляж. И без 500 голды бы я набрал бы. Голосую за Путин Тим. Играем на орешниках. Ну, команда. Нефоры. Ну вот, называем команду Пиво. Делаем камуфляж максимально похожий на пиво. Все. Все. Можно даже не волноваться. Игроки дуреют. С этой прикормки за 500 голды, да. Сразу же выдаются арендные танки на первом уровне. ВЗ-111-5А, АМХ-50Б, 430У и 268 вариант 4. Даже если у вас нет танков 10 уровня, вы можете взять любой... Ну, кстати, в аренду даются танки, которые под режимчик подходят. Вполне себе. Так. Это было бы запрещенное название. Против пива никто бы играть не стал, да. Никто на этот... руку на отца не поднимет, как говорится. Ну как я буду стрелять в танк, на котором нарисовано пиво? Нет, блядь. Даже противоестественно. Моя бы команда даже ни одного урона бы не получила.
Бля, Эрик вообще имбища, только косой говорят. Не Арина мать. Поехали. танков и играть в режиме. На А вам вообще слышно? Может, вам не слышно хуёво? третьем уровне вам открывается Минотавр. На нем не рекомендуется Не надо играть. дырочка оскорблять, На но мы с пятом тебя уровне встадим. открывается концепт номер 5. На нем также не рекомендуется играть. На втором уровне вы получите эмблему команды. Даже если у вас нет своей бутылки, вам дадут ее в аренду. Так срочно увешать все танки нерфрё. Тем тещами, чтобы стрелять. Ой, да. Рю. На четвертом уровне вы получите нашивку. На шестом уровне командный стиль. В случае победы Короче, если мы пойдем за Юша Тим, нам придется до 6 уровня качаться, пацаны. Это дохуя. Я столько не смогу. Хотя, может, и смогу. Мини-тавр. Крутся, ПТ. Ока косая. Да, верно. Но это, по сути, тяжелый танк, а не ПТ. получает дополнительные перки экипажа, а вы получаете своего командира. Также по центру у вас находится ваша личная прогрессия, которая будет активна вплоть до 30 уровня. Вы будете получать контейнеры с дополнительным игровым имуществом, их открывать и получать плюшки, бонусы в виде кредитов, бустов, Плюшки от и нервёшки. разных других приколов. Команда Нерью занимает первую позицию уже третий день на общем тесте обновления 1.32. Чё, блять? Что? Ты слышал? Ну это же смешно. Ну это же смешно. Бля. На командный стиль играть, сука. Алчные падлы, да. А тебе еще до 11 качаться надо. Это да. Каждый блогер хуесос, даже если это не от него зависело. Абсолютно. Кота Эйнл. Видели жопу кота? Так будет продолжаться и далее. Заходя во вкладку «Навыки», вы можете заметить, какое количество навыков осталось у А он реально на тестовом сервере показывает, и туда Лёшки вступает в эти... команды. Ключевыми Пайки. навыками команды Нирью Team будет Подождите. навык «Заходя обновление 1». Нирью занимает первое место, 32 тысячи. Ну ладно, окей. Ключевыми навыками команды Нирью Team будет навык «Налет», «Рискованная атака» и «Воодушевление». Налет. Во время включения этих навыков вы должны будете играть. Подавать Рекомендуется под это ободком делать в унитаза, обязательном который... порядке. налет. Навык воодушевления дает вам дополнительные очки по итогам боя, как Это личного, как на так и просто без командного. блогеров было. Навык рискованная атака. Мы должны 5 лет не было битвы блогеров. Эти долбоебы не придумали нихуя нового. Вы понимаете, блядь? Ай, блядь. Обошли Нирью Саныча на повороте, да. На подвороте. Занимает первую позицию. Из Камасутры, скорее всего. Налет на зубах, да. Игроки Саныча на тестовом сервере не играют. Да, потому что я не знаю, как его скачать. Так. Обдрестованная атака. Каждые выходные. И так под воодушевлением, да. Мы будем набрать Пиздец. всей командой определенное количество очков за час. Поэтому в случае успеха команде будет начислено дополнительное количество бонусных очков. Появился новый навык, который делает нашу команду непобедимой. Это Налет, блядь, ну-ка. навык «Налет». Мы будем атаковать команду оппонента, выбирать в зависимости от того, у кого наибольшее количество очков. В случае положительного винрейта мы будем у них красть очки, а Винрейт, надо понимать слово вино. Так, потому что модпак на тест не выходит, ну. Можно было бы 2 раза 37 рублей собрать, да. себе их умножать в несколько раз. Остальные навыки — это победа в первые 4 минуты боя, команде нужно не потерять более 2 машин противника, захватить базу, а также уничтожить всю технику противника.
Вы можете следить за навыками всех блогеров, активных в данный момент времени, а также за статусом налета. Нашу команду никто не смог победить ни разу. Во вкладке магазин. На тестовом, блядь, сервере люди в битву блогеров играют. Вы понимаете, какая пизда? Просто ебанутые. У них там огнемет и прочее дерьмо вышло на тестовом сервере, выходило. Мы пойдем играть в битву блогеров. Это пиздец. Вот он говорит, а кулак почему-то у меня сжимается, ему усы поправить. Не роль, лишь бы очко украсть. Да. Ради этого все и затеяли. 3 боя, блядь, показал. Ни разу не проебали. У него пиздопротивный голосок. Но он такой незрелый, типа. Надо понимать, что в ушах Алешек с 20-летних, возможно, это звучит заебись. Ну, его-то смотрят как-то. Я не знаю, кого смотрят. Я серьезно могу сказать. Я просто не понимаю, как так, ну... Такого человека вообще можно смотреть. У меня вызывает отвращение, блядь. Ну, это мой вкус. Это моя вкусовщина, но это загадка дыры. Это просто пиздец. У человека есть аудитория, у него все заебись. То есть, многим он кажется абсолютно нормальным. Вот в чем хуйня, ребята. Вот в чем хуйня. Ждуовти. Так. Розовый стиль, серьезно, абсолютно. Он против людей играть не пробовал. Он еще и минский. Блять, мне 24 года. А я чё, пиздёк? Все, ты пиздёк. Все, ты пиздёк. Ну ладно, я условно говорю, что... Сколько не рю? Ему-то, наверное, 30 или сколько? Я просто не знаю, честно говоря. Чем длиннее шея, тем длиннее хуй. Мне влезет абсолютно. Очередной повод всем минским гореть в аду. Все топовые танковые блогеры унылое говно. Так, слушаем дальше. Вы можете найти покупной стиль команды Niryu Team, который отличается выразительными и самыми яркими цветами. Выразительные самые яркие цвета. Вот так вот выглядят выразительные самые яркие цвета. Он старше меня вроде. Но вот Дырчику, по-моему, вот где-то около 30 она должна быть. Ему 29. А звучит, будто ему 15. Но парень не дозрел троху. Мне кажется, Клумба такой же будет. Он уже очень сильно Нирью напоминает. Еще один, блядь, Нирью растет. Такой терпи. Барби камуфляж. Барби Тим. Так, почти флаг ЛГБТ. Ну, может быть. Может быть. Блять, это... Что, розовая пантера, что ли? Не знаю. Кама норм, кстати. Но у Корбана пизже был. Но у них у всех одинаковые камуфляжи, просто разные цвета добавлены. Опять же, гей-геймингу ни хера не стоило каждому отдельно специально нарисовать камуфляж. Спросить, какие там идеи и так далее. Это одинаковый камуфляж, просто разные цвета. Все, блядь. Все. И кто выберет цвет поприкольней, тот и молодец. Ну, вы ебанутые. 5 лет не было битвы блогеров и не сделали нихуя, кроме этой... Кроме перка команды одного. Клумба туда же, вот эти вот мальчики хлебливые, это такой кринж, все на одно лицо, но это не тот, это платный. А, они разные будут, типа? У Юши самый норм цвет. Вот я бы Юшин камуфляж купил, нет, чтобы быть настоящим мужиком. Вот как Юша, да? Да. Те из треугольничков разноцветных состоялись. Желтый цвет пива. Включил нейрокод странный, начал. Да, да. Фиолетовый и розовый. Фиолетовые катки уникальные Православный из 7 с фиолетовыми катками. отметки, а также данный стиль внушает и вселяет. Чего он, блядь, это взял? Но я понимаю, что пропаганда это все хорошо и так далее. Блядь, ну это мерзко.
Это мерзко. У меня реклама, пацаны, врубилась, извините. Не смотрим это хуету. Ебать. Обманными действуется играть. Бомб, рекомендующество несколько налета. Страх в команде Страх. самый розовый. Фиолетовые катки, Страх. уникальные отметки, а также данный стиль внушает Только полное и пиво вселяет с страх пеной, так, как бы в камуфляж. команду Да, я уже про это противника, говорил. а также воодушевляет своих союзников. Рекомендуется в этом стиле играть сначала битвы Скорее всего, силу земли тоже дает. блогеров для того, чтобы держать положительную мораль всей команды и чтобы противники обсирались прямо в бою. Во вкладке о событии вы можете узнать более подробно о режиме битва блогеров. Режим битва блогеров проходит на 10 уровнях, 10 минут бой. Команда Нирью Тим будет играть против команды Лапши, Юши и Джова. Также в данном режиме отсутствует... Что он левшу лапшой называет? Его ж левша как бы за уши поднимал с днища. Или нет? Или я что-то неправильно понимаю? Проигравший на аудиенцию к Посейдону отправляется. Да. Команда лапши. Прославного деда нарядили в розовый пиндосский камуфляж. Сталин бы оценил этот мув и подарил бы ему путевку, да. Ну, парнишка получился на мастера. Ну, это пиздец. Ну, я, допустим, никого из этих чертей не люблю. Мне, ну как, не черти, ну, мне они не интересны. Мне как бы реально похуй, ну, вот смотрите, не смотрите, это ваше дело, но мне реально похуй. Но вот, допустим, я особо в дела не вникал, но я так понимаю, что Нирью охуел. На хозяина рамсить, но я бы пошел бы, вступил бы, блядь, за левшу, чисто чтобы обоссать Нирью Тим. Только вот это единственная мотивация, которая, ну, реально такая... Единственная мотивация, которая вообще может быть. То, что других мотиваций я не вижу. То есть Нирью сам на ровном месте создал мотивацию против себя. Это пиздец. Это пиздец. Они посрались, вот и все. А так его левша с колен поднял. Ну, вот как можно было с ним посраться? Из-за чего? Мне просто вот даже интересно, что можно было не поделить, Нирью и левше. Я за левшу пойду, нахуй этот мир. Константин, здорово. Но вот из пацанских понятий я вот ни капли не левша Тим. Вот по случаю вот этой хуеты я бы пошел бы за левшу и обоссал бы Нирью Тим. Дилда не поделили. Зазнался хуличер. Ну, может быть. Ну, понимаете, с одной стороны, может зазнался, с другой стороны, кроме шуток, это, условно говоря, правильное поведение. То есть ты создаешь инфоповод, какой-то срач раздаешь и так далее. С точки зрения промотирования события, это правильный подход. С пацанской точки зрения, это чертов подход, абсолютно. Ой, Юша. Ай, короче, это как прошлый ББ создает лишнее. Да, леша у Нирью все килограммы забрал. Да, больше интересно их смотреть. Зажавшиеся пидорасы, слизывающие контент друг у друга. Да, танковый блогер зазнался. Это если бы зазнался бомж. Тут разброс плюс-минус 25% к бронепробитию, а также разовому урону. Урон от голды уменьшен на 25%, а прочность танков увеличена... Что? Отсутствие разброса бронепробития, типа, и урона. Короче, железно будет наноситься урон, и нихера себе. Это пиздец, какой шаг вперед. Ну, в плане киберспорта, по крайней мере. Урон от специального снаряда уменьшен. Ага. С голды, короче, меньше урон. И больше добавили хп. Нихера себе, прикольненько. Прикольненько. Как в танках на телефоне, голда меньше урона наносит. Блин, толково. Ну, это реально шаг навстречу киберспирту. Шаг, который можно было сделать за 5 секунд 10 лет назад.
Ну, блядь, лучше поздно, чем... Ой. Как блица сделали, голда Миша, за 13 лет дошли. Ну, невероятно, блядь, невероятно просто. А знаешь что? Это ВГ у нас тестировали натиски и принесли вам Валиестова. Правильно. Правильно. Мне дед левша даст, если увидит розового из 7 от Нера. Леща, да. На Ну, 25%. какой угодно танк можно покрасить в розовый, но, блядь, не из 7, вы ебанутый совсем. Что делает нашу невероятно скиллованную команду еще более яркой, выделяющейся На основании чего? Ой, блядь. и еще более скилловой на фоне наших конкурентов. Карты режима: Карелия, Малиновка, Энск, Ласвиль, Рудники, Мураванка, Утес, Вествуд, Эль-Халуф, Затерянный город, Студянки, Промзона, В лице Клонай. давно. Здесь вы можете Толково. почитать, какое Толково. количество очков вы будете получать под различными перками и навыками, Звали а родителей также в школу более подробно и за о разок наградах и куплю. арендных танках данного события. По центру Пропаганда экрана вы не сможете рьютем. отслеживать текущий прогресс команды, а Килово. также Да, я вот не понимаю, на основании чего? Я не полезу в комментариях, но, возможно, кто-то трезвый спросит, на основании чего ты считаешь, что у тебя скилловая команда. Ну, значит, почему не Рью так говорит, я могу понять, для того, чтобы продвигать свою команду. Потому что ты вот скажешь, моя команда скилловая, у меня самые лучшие игроки, и будут люди, которые на это поведутся и вступят. Это окей. Но это, блядь, смешно звучит. Опять же, если человек достаточно взрослый, то, скорее всего, послушав вот эту хуету, его стошнит. Он не сможет это сыграть. Вообще никогда ни во что. Какой-нибудь дурачок малолетний вполне может вступить. Пиздец. Невероятно скилловая команда. Вот чешет Путину. текущий активный навык. Сейчас я покажу Так вам же, как несколько боев. Любой сырок в супермаркете лучший сырок в стране, да, продукт номер один. Вот откуда у него столько уверенности, что он самый скиллованный на ВВ. То, что у него грядка в тиме, да, его размажет, будет опять начать вместе плакать потом. Я рыгаю. Блять, ну это... Я не знаю. Я когда все это вижу, мне не хочется не иметь... Ну, мне не хочется иметь еще никакого отношения к битве блогеров. Вообще никакого. Потому что я считаю, если ты даже просто смотришь такое видео, ты уже зашкварен. А тебе в очередь под шконку надо становиться. После стрима все в очередь под шконку становимся, пацаны. Бля, я сейчас прям напишу, спрошу, схуя, баня, ты пыхнул. Будут ебать друг дружку. И деньги в кружку, да. Да, мне кажется, иметь не рыть. Не забываем, этот человек знает уникальный прострел через да, дырки в стенах. Микроскопических в лючки из старина. Об этом знают только скилловики. Также играет команда Niryu Team. Наиболее частый вопрос на стримах, а также в комментариях под видеороликами. Могу ли я вступить в команду Niryu Team? Меня часто спрашивают, могу ли я вступить в Niryu Team? В Niryu Team может вступить абсолютно любой игрок, независимо от того, в какой команде на прошлых битвах блогеров он играл. Независимо от того, какая у тебя статья. Как играть в битву блогеров 2025? Вопросительный знак. Как вступить в Niryu Team? Вопросительный знак. Вот такой видос. Кроме лев. Он знает уникальный прострел через дырку в жопе. Меня часто спрашивают, почему я такая охуенная. Блять, ты просто пиздец. Абсолютно. Я вот, честно говоря, не любитель современных слов всяких, но слово кринж создано для команды Niryu. Просто, блять, создано. Абсолютно любой. Но не левша, да. Левша не знает этого прострела.
Статистика 45% или 60%. Эту дырку в доме Рак левша ты не знает. или скилловик. Главное удовлетворять требованиям каждого игрока в команде Near You Team. Если ты... Кто не понял, я вам объясню. Если вступаешь... Бодрое утро. Здорово, родная. Вершины боя очередные. Попытка воскресить мертвую шлюху в диване. Воскрешаем шлюху в диване, пацаны. Каждое утро в 8 утра у нас стримы, либо в 10. И 19:00 вечером. Воскрешаем шлюху в диване. Блять, я забыл, что хотел сказать. А мысль была толковая. Ну и хуй с ним. Обязательно ехать драться со всей командой единым кулаком. Во. Мы еще раз прослушаем. Главное, 45% блогеров он игрок, независимо от того, в какой команде на прошлых битвах блогеров он играл. Независимо от того, какая у тебя статистика. 45% или 60%. Да. Рак ты или скилловик. Мгм. Главное Рак ты удовлетворять или миссионер? требованиям каждого игрока в команде Near You Team. В команде Нерью нужно удовлетворять требования всех. Каждого игрока, пацаны. Вы готовы удовлетворять требования каждого игрока? Я не готов. Но придется. У нас в команде одни скилловики. Я набираю всех, даже красных. Неважно, да, 45% или нет. Главное удовлетворять потребность, да. То, что скилловик это не умение играть, а умение удовлетворять потребности других игроков. Мой ЭС не такой большой. Выходите в бой только с бананом в жопе, да. А у Юши тебе дают 500 голды. Ну вот да. Блять, пока что он ни одного аргумента против 500 голды не привел. Надо понимать, Юша опять переиграл нахуй всех. Обязательно ехать драться со всей командой единым кулаком. Не играть как животное под алкашкой. Выкладываться... Вы поняли? Я еще раз вам переведу. Если ты вступаешь в Near You Team, ты обязан играть трезвый. Кто вступит? Ты обязан играть трезвый. Ну, хотя в бой за меня не забудь прокричать. Сука, да. Он хочет невозможно. Это пиздец. Юша просто взрослый, понимает, как заманить. Ну, 500 голды, это, блядь, не мухры. Это сначала все ржут, а потом все задумаются. 5 миллионов голды и униритим. Да, написал, скинул. Так, нахуй, Нира, я пиво хочу. Это же танки, какой суцет. Он вчера, блядь, кодированные люди вступать, охуеть, под алкашкой. Ну, блядь. Нерью 10 минут. 10 минут распинается и сообщает мне, почему я должен вступить в его команду. Тем временем Юша короткое сообщение в танк. Вступай. Если хочешь выиграть, вступай в Южатив. Это 500 голды. И ни слова о том, ясен хуй можно пьяным и так далее. А у Нерью там требования какие-то. Блять, ну очевидно. Юша просто разъебал в ноль. Юша просто разъебал в ноль своей этой предвыборной кампании. А мне теперь делать я похмеленный, бля. Маркетинг. У Юши же тоже, блядь, ну это пиздец, это жестко. До самого конца. Брать нормальную, сильную... У Юши тоже. А потом посмотрим видос Юши. Там стопудово про алкоголь нихуя нету. Юша коротко о главном. Нахрен пошли, 500 голды решает, ну. Юша заботится о тех, кто будет играть за него. Блять, вы только подумайте, насколько это гениально. Вот я 2 дня ржал над тем, что Юша за 500 голды говорит вступать. Шутки шутками, а это самое пиздатое предложение, которое есть на рынке. Это самое пиздатое. Причем он даже, как сказать, расщедрился, потому что если бы даже 250 голды предложили, то было бы все равно пизже, чем вот эта хуета.
Какие нахуй танки на трезвую, ебанутые? Тима Юша будет вся на ГВ-юсту. Блять. Да. Имбовую технику против противного экипажа никто славу не сказал. Нера выход в бой после доктора только из Маши. Да. И в трубу дыхнуть надо. Так в смысле, разве не вся техника в балансе в игре? Это же Нерхью говорил, а теперь говорит, что есть ненормальная техника. До конца непонятно. До конца непонятно. Смех смехом. А пизда смехом, наверное, так. Вчера у Октопуса Нерхью сказал, что 5 лямов раздаст актива. Что нахуй? Мне кажется, во-первых, в этом видео мы услышали где-то 10 пунктов с этим, в котором присутствовала ложь. Возможно, и 5 лямов актива тоже будет не 5 лямов, а 500 голды. Но там еще будет говорить, что надо для того, чтобы за Нерью играть. Да. Так что 5-каточка золота решает. Да-да, он раздаст, а не Spizda Games. Ну, я думаю, что часть какие-то, не знаю, спонсоры, либо свои бабки вложат, небольшие. Но многое лес там, ну, им, очевидно, подогреет. Я ебал его пункты наступления. Ну, во-первых, нельзя бухать, то уже все, можно вырубать видос, не смотреть. А во-первых, блядь, ну, в смысле, мне будет этот чувак указывать, пьяным мне играть или нет? Блядь, это пиздец, наушники включить. Слушаем дальше. Если у вас ее нет, играть на аренной. Леста в этот раз смогла, и она действительно нормальна. Какая техника является нормальной? Это любые штурмовые, тяжелые, средние танки. ПТ-САУ, которые дерутся в упор и у которых поворачивается башня. Нормальный ДПМ и есть броня. Если вы играете на 268-м, гриле 15-м, жандарме, Шеридане и любой подобной чухне, которая будет стоять в кустах, или вы возьмете Мауса и зароетесь в какую-нибудь норку, то тогда вам с нами не по пути. И пятый, последний пункт — пробивать танки в НЛД лючки. И любые другие слабые... Блять, ну я вот стреляю в 50Б, смотрите. Пункт — пробивать танки. Ай, блядь, ну это пиздец. Это пиздец. Ну, нахуя? Кто ему написал эту строчку вообще? Пятый пункт — пробивать танки в НЛД. Лючки и другие слабые зоны. Если ты их пробиваешь... А куда они? А куда они еще пробиваются, мне интересно. Но у нас в команде все скилловики. У нас в команде все скилловики, но эту строчку нужно добавить, потому что скилловикам будет непонятно. Они ж не знают, куда пробивать танки, правильно? Я предлагаю план вступления в Нерью Тим. И играем пьяные на Минотавра. Не до конца дезертируем и упаримся во все. Да, короче, мы вступаем в Нерью Тим, сосем там яйца, и потом нарезаем видосы, как Нерью Тим сосет, и говорим, что ну вот ваши скилловики. Это тоже, это неплохая мотивация, надо признать. Пятый пункт охуевший. Да, это невозможно выполнить вообще. На вступление, а если не пробьешь? Да, отчислят сразу же из команды. Я с него ссусь. Танки в НЛД лючки. И любые другие слабые зоны, которые есть у танка. Это обязательные требования каждому бойцу нашей команды. Хорошо, как ты определишь, что вступил боец, он не пробивает в НЛД. И ослабленные зоны. Он должен сам дезертировать из команды, либо его специально отчислят. Хуевший подонок. Вступаем в Нерью Тим и играем на С4 на пушке 7-го левела, да. Это гениально. Но тогда мы не получим 500 голды, блять, да. Сука, уже... Сука. Блядь, просто глаза разбегаются.
Великий увлажнитель здорово. Нихуя требует, но пробивать броню. Там придется пробивать броню трезвым. Мы в такое не играем. Вот же мод. ВЛД пробивает и маска да. Рекомендуется также иметь гарнитуру, чтобы общаться во время боя, хотя бы наушники. Слушать, что говорят тиммейты, и действовать по указанному плану. Хотя бы наушники. Блять. Если вы умеете командовать, Если у вас есть наушники, значит вы молодец. А если откручивают, ты не подходишь в нейротим. Нейротим откручивать не могут. Но хотя бы наушник, хотя бы монитор. Блять, ну, если вы играете в мир танках с монитором, то у вас будет преимущество. Блять, ну Южа Тим, конечно, может на этом пункте погореть, я вам так скажу. Многие мужики запускают танки без монитора. Блять, пиздец. Это просто пиздец. Микрофон, сказал Ножка. Но надо понимать, что наушники и микрофон. Ну вот у меня, допустим, наушники, они без микрофона. Как я буду в Нерью Тим выступать тогда? Я все это время играл в танки без это. Что дохуя? Требований к ноунейм блокера не. Ну, требования, конечно, высокие. Высокие. Надо уметь. Надо уметь подключать монитор. Все, мне закрыт хотя бы монитор, чтобы видеть этот пиздец. Я вообще с Steam Deck в танчики играю. Сейчас дальше 100% будет играть трезво. Было где-то минут 5 назад. И не играть как пьяное животное. Там был такой пункт. Там экран на планшете пиздец. Пиздец. В Нерьютим нельзя. и знаете крутые стратегии, то, пожалуйста, берите ответственность на себя. Следите за миникартой, чтобы одному не остаться и не зафидить. У нас в команде все самые скилловые игроки. Уже я сбился со счета какой пункт. Чисто для раща. Для такого, которого, наверное, в игре уже не существует. Пьяный я уже, все, в Нерью не подходишь. Не подходишь. Следи за миникартой, чтобы не остаться одному. Это пиздец. Это просто пиздец какой. Стратегия раш по центру, как завещала бабка Джо. Да. Если вы умеете командовать, садитесь на микрофон. У нас, я напоминаю, у нас в команде все скилловики. Но следите за картой, это может сказаться Скачайте и один. установите модпак Нерьютим, который выйдет 1 февраля 2025 года, а может быть даже и раньше. Посмотрите гайды по нужным вам танкам, на которых вы будете играть от Нерью и У меня на канале много гайдов, пацаны, посмотрите. Если вы умеете команды, так, вот раньше было просто езжай в круг, стреляй в НЛД, дам. Так на самом деле, ну какой тактике еще может идти речь? У вас в команде разношерстное население. Будет точно так же, как в натиске. У тебя один бой долбоеба, один бой не долбоеба, нормальный, ненормальный и так далее. Просто, чтобы пацаны играли, и все. Что там требовать от них? Скажи им, что они самые лучшие, всех любишь, все, погнали. Погнали, накажем этих свиней. Вот и все. Блять, какой нахуй... Нахера такой инструктаж проводить, я вообще не понимаю. На трэш конкретный хочу поиграть уже за Дырыча, я тоже чешусь весь. Генералы команды, да. Пиздец. Сейчас пиздец, зумеры.
100-500 требований и даже 500 голды. Ну, а что они... Какой аргумент есть против 500 голды? До сих пор не услышал. Пить брошу сразу, как Юша сказал. Главное вкатывать, не стоять. Да, да. Накажем всех. Еще и 500 голды, да. Блять. Знаете что? Генералов команды Юша мог бы в своем ролике, мы еще посмотрим его ролик, он бы мог одну мудрую хуйню сказать, что давайте удивим всех и пойдем в бой трезвыми. И это бы замотивировало бы многих завязать с бухлом на неделю. Многих из Юша Тим. Такая фраза замотивировала бы пиздец. Так, пиздец, он так объясняет, как будто бы от этой победы зависит, уйдет его очко в зрительный зал или нет. Он так объясняет, как будто бы за него будут играть люди, которые никогда в танки не заходили. Вот которые вот прямо сейчас качают игру впервые в жизни. Вот как он объясняет. Тим, для того, чтобы знать, Но в команде все как столики. на них танковать, каким образом на них правильно стрелять, пробивать и делать все четко. И запомните, если вы сделаете единственно правильный выбор и вступите в команду Нирью Тим, вы будете топ-1 и вы будете непобедимы. Нужно выпить за их успех. А можно я на МС1 ББ за Нирхью поиграю. Это нельзя. Скорее всего, такой контингент и будет за него играть. Но я вот что-то подозреваю. Что-то такое подозреваю. Медаль выдадут. Нашивка. Это будет не медаль, а нашивка. Он добавил нарез, как он добивает танки. На С7. Целится в пушку. Я понял, ладно, окей. Окей. Посмеялись, хватит. Юша. Здорово. Тихо. Подарок на... Такие превьюхи какие-то скучные. Не? Модпак про танки. Новости про танки. Работает Бобс. Что ждать? Чья команда более сильная? Битва блогеров. Наверное, вот это. Как вступить в команду и что? Ну, блять, на 23 минуты видос, нихера себе. Я, кстати, впервые буду вообще Юшу смотреть. По сути. Так говорит, пробивать броню, а играет на голде с меньшим уроном. Кстати, да. Кстати, да. Смотришь, в катке кто-то падает с обрыва, разбивается. О, это не Нирью Тим играет. Так. Так, смотрим Юшу. Закончились новогодние праздники, но не закончились новогодние активности в игре Мир танков. И если у тебя до сих пор нет H3 или 23. Жандарма, задумайся. Вряд ли такие крутые машины Задумайся. в ближайшее время появятся в игре. Если появятся вообще. Верливая так что, реклама если надумаешь произошла, да? еще обзавестись новогодними контейнерами, выгоднее всего это будет сделать, активировав код блогера по ссылочке в описании. Так ты и себя любимого порадуешь, и меня как блогера. Блять, Юша. Пиздец. Ну Наборы ладно. будут доступны до 22 Коробки января. от Юши. Не прозевай. Здорово всем, ребят. Как вы знаете, наша Звук на этапе монтажа проебал. Ладно, хуй с ним. на битве блогеров, точнее ее капитанский состав уже сформирован. Капитанский 16 состав. января прошла жеребьевка. Агент и Юша, я да. взял в нашу команду Никиту. Вы только посмотрите. Нет в машине. Я никогда не видел, как он выглядит. Вот Димак Пут, я пару раз видел его стримы, блять, он тоже. Я по в Нирью Тим бы определил, честно говоря. У него манера общения такая, знаете, как у этого, у современного рэпера. Не признаю человека командиром, если он даже свингер-пати остановить не в состоянии, да. Медоед, это... еще Медоед там играет, ну да. Но это, вот это православные блогеры.
шотника, очень сильного игрока с большим количеством аудитории. И Кого? с хорошим пониманием. Шот-дик будет из него, да? Вспышка механик будет и играть, тактик его в этой кто-то. игре. Я взял Евгения, он же Мин-машину. Очень сильный игрок. Как можно брать к себе Дода, который играть не умеет, а только смешно озвучивает реплей? Я не знаю. Минет в машине земляк Барнаулского. А он скилловик, оказывается, Один из нихуя себе, я лучших даже не игроков знал. в этой игре. С большой аудиторией. И с просто, ну, не знаю, у него как будто бы Я не знал силы даже. не кончаются. Он способен сутками напролет стримить, при этом отыгрывать максимально эффективно. При этом что срать в тоже штаны. очень полезно для нашей команды. Я взял уважаемого Сергея Вспышку. Этот Ну, человек Вот смотрите. До этого про меня в машине говорили, что он скилловик, все такое. Вспышка всегда себя позиционировал как скилловичок. Virtus Pro и так далее. Что скажут про Вспышку, кроме того, что он уважаемый человек? Дорогая, я завязываю пить. Я в нее тем стопил, блять. Блять, хорошо играет мужик. Как ты? Так, уважаемого. Такая пауза. Видимо, читал, что его... Да. Да. Короче, слушаем, что он дальше скажет про Вспышку. отлично играет, хорошо понимает всю Отлично играет у Вспышки топовый урон на десятке 2500. А в среднем где-то 200. Ну, округлим до 2008. Это уже к вопросу, насколько он уважаемый. Стрим такой. всю Но механику игры. Пользуется большим авторитетом у корифеев. Год же опытом. танкистов. Пиздец, я, блядь, состарюсь, Аудиторию он пока свою все это тоже посмотрю. приведет. И, наконец, новичок для меня, то есть я с человеком мало знаком. Новичок для Навального, я думал, или нет? Демокрит. Мы уже пообщались. Парень заряжен по максимуму. Очень сильный игрок. Опять же, обратите внимание, мы усилили нашу команду. Что значит заряжен по максимуму? Ну, выпивший, блядь, или что? Что в рамках Южа Тим означает заряжен по максимуму? Блин, ставь 1.5 видос Юши, унылое говно, звук прибавь чутка. А это почти максы. Он проебал звук, короче, на монтаже. Дима Крип. А я думал, Дима Кпут какой-то там. Это зарядился ЛСД. Он как робот, как Тесла, да. По скиллу очень сильно. И, ребята, сейчас уже мы обсудили. И что дальше? Ну, блогер по скиллу сильный, что дальше? Он один будет, ну, там главная массовость, какая нахуй разница, что он скилловик. У него 0.5 под лопаткой заряжен. Но там же не говорится, что пить нельзя, да. Проебал звук, выиграл БВ. Этого хватит. Они получили задание, что им нужно сделать для того, чтобы Тут заряжен, да. у нас было все максимально хорошо. Первое, мы готовим модик, который поможет вам индивидуально под ваш аккаунт выбрать наилучшие танки ваши для битвы блогеров. You know? Мод, который у меня... Ну, он по статье будет выбирать или как? Или потому, что просто у меня в ангаре есть? Нихуя себе. Ну, это толковый мод. Юша понимает, с кем он имеет дело, это молодец. То пацаны опять на ягах, на Е100 будут кататься. А тут в правило будет входить в бой только пьяным. Мы посмотрим. Я надеюсь, что такое будет. С первой. Блэд одни смешнее других танковая мехапанорама, да. Самое смешное, что у них аудитория пиздец. Вот, ну вы ебанутые совсем. Это пиздец. Почему донат не приходит через СБП? Короче, если ты на Donation Alert... Во-первых, спасибо тебе огромное, родной. Если на Donation Alert закинул, он не работает, опять я хуй знаю, что с сайтом. Но он дойдет. Спасибо тебе большое. Если на Donat Pay должен прийти.
А если на карту, тогда не будет оповещения, у меня даже на телефоне нет. В любом случае, спасибо тебе огромное. Сорян за технические неполадки. Так, нужен мод, который покажет, куда ехать. Киберспирту Юша Тимда. Модик, который включает листву. Еще один, который покажет, попал или нет в танк без засвета, да. Еще один модик, который поможет тебе выделить админа, да. Всего лишь безобидные моды. Никита, здорово. За Андрюху. Сперма хлебово пойду. А он сын собачий. Абсолютно. Абсолютно. Дмитрий, я кидался, приходит. Заходи на донат. Короче, через Donut Pay работает, но если на Donation Alert скинул, оно дойдет, но без оповещения. И дойдет завтра. Потому что эти ебланы, блядь, у них уже третью неделю сайт работает 2 часа в день. Судя по всему, только у меня. Такая вот хуёвина. Во-первых. Во-вторых, поможет их снарядить оборудованием. При этом я попросил ребят делать акцент на обычное оборудование. Потому что понятное дело, что, ну, если вам посоветовали поставить досылатель, то... Тут если... еще для больших ДЦП, пацанов. Тут, блядь, реально гайд, как играть в танки, прикиньте. Бля, я помню, когда донаты тебе стрим роняли. Да, было такое. У нас проседал FPS. Но это было приятно. Если вы поставите трофейный досылатель, где он будет лучше, а если вы поставите боновый досылатель, это еще лучше. Это очевидно, да? То же самое с турбиной. Понял, стопочку выпил, заебище. Но мне тоже хочется въебать, а когда вот Юша врубил, у меня сразу же забурлила кровь. Килл скрилл в ТГ. Кто-то после удалился, наверное, Нирыча фанат был. Я потом, у меня мобила нет под рукой, я потом гляну. Приводами наводки и вообще с любым оборудованием понятно, что боновый будет эффективнее. Кроме того, мы разрабатываем еще один модик. Это тактический планшет. Кто мы? Я ребят попросил проверить шкурки пробития для того, чтобы было эффективнее пробивать. Это только... Ну реально, блядь, как детям объясняют, как жопу вытирать. Это пиздец. Ну это пиздец. Он что так говорит? Без рюмки хуй поймешь, что говорит. Это мы еще... Ой, блядь. Это мы ж на полторахе. Не, я полтораху не включил. Потому что не нашел ее. А, вот, все, воспроизведение. То, что касается модиков, просто это моя больная тема. Вот. А все, что касается именно других аспектов, вы все узнаете до 7. Можешь написать название название песни, я врублю вручную. Бля, знаешь, какой аспект он упустил, беря во внимание его аудиторию? Он не сказал, чтобы играть в ББ, нужно выбрать режим ББ. Блять, да, это фатальная ошибка. Это, ой, давайте больше не будем. Это тоже пиздец. Ну, кстати, тут просто гайд, как вообще играть хоть как-то в танки и хоть что-то пробивать. Это как тот видос, где два алкаша. Один говорит, по-моему, ты мне какой-то, да. А это, кстати, кино. Это, кстати, кино, Underground. И вот этот, который ты втираешь мне какую-то дичь, это ни много ни мало легенда панк-рока русского. У него парочка песен есть, реально крутые. Как-нибудь можем послушать. Так. Короче, нахуй, мы вырубим это долбоеба. Пошли посмотрим, что там у Джова. Не удивлюсь, если там тоже гайд. Итак, дорогие зрители, как играть вообще в эту хуйню. У Джова новый мировой рекорд. Вся правда про битву блогеров. Ебать. Подстава, Юша, кринж, не рью. Ой, бля, ой. Голос Америки, теплая китайская куртка. Ебать проститутку. Я, наверное...
О. Точно у него прикольные песни, помню, про корсаров есть. Ну, типа, крутой мужик. Помер уже давно. Короче, у него есть, скорее всего, срач. Скорее всего, просто срач на блогеров. Итак, дорогие зрители, все... Тихо. Блять. Ну давайте вот это глянем. Ну, видимо, у него чисто промо ролика нету. Стальной зал, здорово. Приветствую, Гачи генерал. Короче, ВГ уже короче, ввели концепт 1Б, поставили его в нацию Великобритании, назвали его Грифон, дали ему барабан на 2 снаряда с обратной дозарядкой, как у Советов, и все. А он на 9-м левеле? Можно написать у Джола, что он лох, а не YouTube, и потом наоборот. Может, порта нет, у них начнется петушоны. Но кто его знает. Этого до 10-ка. Честно говоря, концепт от 10-ок будет терпеть. Короче, ребят, тут подлетели ломающие новости. Я, конечно же, о них знал, но нельзя было ничего говорить, сами понимаете. NDA, все дела. Друзья, в 2025 году, в феврале, будет битва блогеров. И вот, собственно говоря, участники перед вашими глазами. Он же Нырью, он же Макака, он же Обезьяна, он же Дырявый, он же Шнырь, он же Подшконочник, он же Любовник Петрович. Как эту хуйню можно смотреть, еще не понимаю. Но он, короче, не промотирует, это просто так срач будет сейчас. Так, Дырью, Трусостер. Ну ладно, он обосрал Нырью, окей. Я не знаю, там девушку у нее так зовут, надо проверить. Вот, он же Бабуин. Юша, он же Юрий Саныч, он же Инкогнито, он же тот, кого нельзя называть, он же подполковник Балтика, он же любитель турбобоев, он же главный адвокат по утопленникам, он же любитель читерных позиций, он же миллионер, когда эти прекрасные люди встречаются все вместе на ивентах, то лежит, ну, скот, блядь. А хули он обсирает, я не понимаю, что они ему сделали? Или это он так себя продвигает уже вежливо? Кстати, ебать, у Нира, кстати, девушка лютая, она матом поливает, просто жесть, интерес. Тоже так, кстати. Но она, видимо, хозяин, жопы не рвем. Всего лишь. Это не девушка, это хозяин жопы. Мне интересно, если на каком-нибудь ивенте он случайно встретит Нирью, он сможет вывести базар? Да нет, конечно. Мне заебал этот интернет, заебал вылетать нахуй. Понимаю, Амвея бедолагу выжили. Оказался самым слабым. Самый пожилой, самый слабый оказался. Человек, с которым лучше не бухать, потому что начинает рассказывать очень долгие истории. Юрсаныч, ребят. Дмитрий, убийца киберспорта Левша Палащенко. Он же Бекон, он же Пузатый, он же Толстый, он же Массивный, он же Валидный, он же пиздатый по размерам. Контент не по такой. сути. Он же Массивный, он же заразительно смеющийся, он же Бородатый. Вот. Если что, ребятки, осуждаем эту бороду. Вот. Вот так. А у Левши борода есть? Если вот обрезать, похож... Вот знаете, ребят, вот я не хочу, конечно, шутить на этой теме, но вот если так вот обрезать вот эту картинку по его голову, напоминает одного политического... Блядь, Джо обсуждает внешность. Блядь, хоть бы вебку выключил. Пиздец. Да, уже, так, блять, может хватит, может там Вей был натуралом. Ну, хуй его знает, может быть, ага, имеет трясущиеся руки. Спасибо, что клип поставил. Пожалуйста, родная. Ну, по сути, не клип, просто песню, послушай.
деятеля. Но мы об этом сегодня не будем. Такая вообще, конечно, подозрительная у него рожа. Я бы ему не доверял свои кредиты в банке. Ну и главный из этих всех, вы видите, да, как Леста нарисовала, то есть эти чуть поодаль, этот вообще непонятно откуда выпал. Вот. Ну и, конечно, друзья, Константин Александрович Ладанин, он же собака, наглая, Глотанин. кусачая, он же Джов, он же матерщинник, он же главный поклонник ваших мам, Прическа он как у же школьника. известный доктор, Но. специалист по онкологии. У школьника Осуждаю скрипача. сам себя. Он же красивый, он же умный, он же стабильный, он же не опаздывающий на стримы, а задерживающийся, потому что начальство, ребятки, задерживается. Он же скилловый, Начальство. он же без деменции и без болезни Альцгеймера, руки не трясутся при Ой, выстреле. нахуй. Он Короче, же идите в пизду, черти. Ненавижу каждого. Только не как дырчиков ББ, да. Один фиг, их обсирание друг друга это просто шоу. Они все почти норм общаются, у них групп общих дофига. Потом после ББ будут норм. Да, да. Правда, это собака. Да, здорово. Серега, здорово. Но ты прошел ветку на... Да, прошел. Спасибо, а то я уже рассматривал суицид как способ освобождения. Бро, это Сибири, твой бро и подписчик. ВК пишу по поводу мышки, у тебя с ней траблы, Евгений. Здорово. Зигу, друзья, кинем вам. Какую вторую ветку будешь сбрасывать? А вот мы вот эту ветку уже скинули. Будем, да, на концепт. Ветку на концепта. Сколько там время вообще? 10:41. Ох, блять, ох. Я уже на 9 уровне второго этапа. Вчера за вечер в аркаде накопил. Красава, красава, так что. Красава. Я проебался с этой веткой. Нужно было и ее тоже, она веселее. Глядя на каждый, понимаешь, что быть человеком уже достижение. Блять, скотский скот, честно говоря, бесит неимоверно. Это вылез. Ой. Продолжаем оживлять проститутку в диване. Типа конкуренция, на самом деле бабло опять дерут. Я не понимаю, почему эта аудитория не видит и почему она их не поносит. Неужели у них там в чате не спрашивают, а как же у вас же общие группы и так далее, вы же там общаетесь, дружите и так далее. Как вы это объясните? Ясен хуй, они по-нищему что-то там объяснят. Ой, бля, для меня просто загадка, нахуй. Просто ебаная загадка. Медийное пространство. Ну да. Ну, с другой стороны, знаете что, допустим, вот, допустим, ты топовый блогер. Там такие, ну, всякая вот эта хуета, всякое это дерьмо и так далее. По сути, чтобы конкурировать, тебе тоже придется такой же хуйней заниматься. Да, потому что в ином случае будет меньше инфоповодов насчет твоей жопы. Вот такая-то хуйня. Какая игра, такие блогеры, босс, здорово. Да, мне кажется, в каждой игре блогеры черти. Во-первых, блогер, который не обосрал другого блогера, не блогер. И у которого нету неона на вебке. Это уже не блогер, блядь. Либо этого, какого. Камина, блядь, какого-нибудь. На телевизоре включенного. Да, значит, это уже не блогер, это хуйта какая-то.
Каза, что они ругаются? Под диком кислого все ходят, но... Под сладким диком кислого. Бля, все еще засветит. Только дядя Павел, здорово. Но здесь мусорка где-то шарится. А ведь так срут Лесту на стримах, а Леста все равно их везде одних и тех же приглашает. Но вот со стороны Леста я тоже не понимаю. Хули вы одни и те же рыла приглашаете на все события? Ну, очевидно, ж не просто так, если бы между ними не было никаких там договоренностей, либо отношений. То один раз позвали, потом не позвали, например. А так зовут регулярно. Всякие их мнения во всякие видосы вставляют, ну это пиздец. Какая-то альфа, конечно, не сильно убедительная. Я из стримеров сейчас смотрю Семена Дефундера и Вульфхёрта. Так у них подписчики. Ну, типа, да, ну, блядь, чего одних... Я бы на месте Лесты просто какого-нибудь, не знаю, сами продвигали бы свой канал, блядь, своих нахуй этих людей и так далее. Вот. А если каких-то блогеров и пихать куда-то, вон просто телок всяких соберите посимпатичнее и их пихайте во всякие эти свои промо-ролики и так далее. Хера этих чуханоидов пихать еще не понимаю. Да, года уже знакомые. Ты все, Павел, Пашан, баклажан. Нет. Но я стараюсь читать так же, как написано, потому что мало ли что. Но, допустим, у кого-то написано Алексей, его Лехой назвать нельзя. Это как, знаете, какая-нибудь мамка ребенка свой назовет не Даниил, а Данил. Это другое имя, все, блядь, называй его так. Или, допустим, зовут Георгий, назовешь Жориком, нихуя, называй Георгий. Ну и все такое в этом роде. Чтобы избежать таких проблем, я называю так же, как написано. На каком этапе орбиты? На 3-м. У них есть канал, и он нахер никому не нужен, еще скучнее. Но у них, кстати, там всякие видосы с шуточками, блять, шутки такие, что ну так же мерзко Нерью смотреть, как у них шутки написаны. Не Кирилл, а Кирилл. Да, вот эта вот хуйня. Это ЛТ, это СТ. Но по классификации мира танков, по классификации вселенной, в которой мы с вами живем, это легкий танк. И концепт 5 это тоже легкий танк. Раз на раз против прототипа 6 выйдешь на этом танке как нехай. Как нехай. Надо понимать, что для меня победа не важна, а участие, да. Слушайте, а поехали раз на раз с артой выйдем. О, какая встреча, блядь.
Ебать, я понял. Сейчас еще мне тычку пизданет, пацаны. Не пизданул. Я бы на месте Леста во время ББ поставил бы будку с 4 рычагами, засунул туда обезьяной. И пусть хуярит по рычагам. Бусты и дебусты по очкам подрубает. Вот бы. Да. Причем мне сделали бы это неожиданно для всех. Было бы прикольно. Это реально было бы шоу какое-нибудь. Они друг друга поносят, а потом бы резко бы сделали так, что им всем придется бороться с Лестой. А не друг с другом. Было бы здорово. От танков нет спасения. Да, это СТ светит тоже норм. Да, да. Такое есть. А, свинина. Сосай. Один хп, сюда. Сюда. Ладно, знаете что, на этой бебре приятнее играть, чем на Т-20. Там все намного страшнее. Лондон гей бой. We are... У кого проблемы с нетом, можно еще в группе ВК смотреть стрим. И у меня чаты все вперемешку, все равно это читаю. Блять, ебаная связь. Во. Попробуй. Короче, в группе ВК еще идет стрим параллельно. Там... Может, там будет нормально идти. И если у тебя и это из-за платформы ебется трансляция. Сеть отъебает. Ну тогда все. Тогда звони в милицию. Я всегда так делал. Когда проблемы с интернетом. Мир телеком. У меня тоже провайдер долбоеб. Оптоволокно не могут провести в дом. Дом в новом районе, блядь. Не могут провести оптоволокно на календаре 2025 год. Стальной зад. Все понял. Время пока. Аккаунт удали. Так, одержишься очень. Алексей Бебрашвили звонит в милицию. Тебе уже предлагали жопу продать рекламодатели чинем. Какие именно? Танковые блогеры? Нет, не предлагали. Евгений, здорово. Рот ебал Ростелекома. Там и дырявый провайдер. Кстати, вот в Беларуси есть Белтелеком. Мега толковая контора. У меня пару раз был их интернет, никаких проблем еще никогда не было. Вообще никогда. Рулеточные какие-нибудь. Нет, не предлагали. Я бы согласился. Я бы согласился. Мне, честно говоря, абсолютно похер, что стримить. Лишь бы население смотрело. Лишь бы вам, короче, интересно было. Оп, туда забрали. Прям как-то сделать так. Хуёвенько. Всякие лоховские кейсы, закинь бабла, получи там. Блять, ну я бы хотел, если бы мне... Ну если нахуй не за бесплатно, наверное, да? Я бы захотел такой пострим. Ебут, помогите. Пожалуйста, осторожно. Отсвечивайся, свинья, отсвечивайся, блять. О. Маневр не удался, да.
Эксперимент, очевидно, неудачный. Получи по губам. Ну вот что касается... Некоторые, знаете, что говорят? Типа, что рекламировать казино и так далее, это типа... Не по-христиански все дела. Ну потому что, да, там ты провоцируешь людей на то, чтобы они бабло сливали и все такое. Я считаю, в этом ни хера плохого нет. Потому что, во-первых, блядь, у каждого своя голова на плечах. Правильно? Так или не так? Во-вторых, если не буду я рекламировать, будет рекламировать кто-то другой. Вот, а если Алешка захочет... Ну, короче, грубо говоря, мне похуй. Мне похуй. Некоторые говорят и пишут. Но мне никогда такого не писали. Блять, ну у меня ж онлайна нету, кто мне будет такое предлагать. Пока что. Пока что. Плюс всякие ништяки у Ростелекома в танчиках. Но это да, это плюс. Теперь главное не разбиться на кочке, но... Да, теперь водить поаккуратнее. Пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Теперь главное... Так, запишем. Выписываемся именно из православных. Да. Мне вера... За хорошие бабки мне вера позволяет стримить в казино. Все. Ну уже реклама Ростелеком. Слейв Телеком. Православный диксакер, да. Надо понимать, что и член можно сосать в рамках этого, в рамках православия осуждать. Это понимать надо, это классика. Ну, это нормально, танк, видите, на месте разворачивается на колесах. Ау, блядь! На Теле2 есть тариф. Как и на Ростелеком дает прем и 44-ку. Вот так вот. В рамках ББ по всем правилам не рьет, да. Абсолютно. А эту мусорку так и не кончили. Мог случиться скандал, пацаны, только что. Нирюша Тим. Вступаем в Нирюша Тим. Какой же ты охуенный? Лобидап. Лобидап. Есть такая тема, Теле2 есть тариф. На Теле2 приложение можно даже выиграть промокод для танков. Блять. Мне захотелось Теле2, пацаны. Тело 2. Срочно ебло не Дина строим, пацаны, чтобы нас не засветили. Блять, а его кто-нибудь насветит? Не рыюша, Тим. Я в очень скользкой позе нахожусь. Есть или два, нет интернета. А вот папанька едет. Я надеюсь, он в такую маленькую беброчку, как мой Тотлс, не попадет. Вот просто так, как нехуй. Ебло не Дина, пацаны. Ебло не Дина. Теперь неделю вместе ДГРС будет Владимир Владимирович, господа. Я понял, это на основании чего?
меня арта кончит, пацаны. Одна арта уже в кругу. Блять, мне не удалось закрутить ту хуету. Скилла не хватило, пацаны, чтобы закрутить гопоту. Что будем делать? Вот что будем делать? Вообще, по-хорошему стоило бы поднапрячься, наверное, подсосредоточиться, но настолько похуй. Пиздец. Взгляд Нидина. Взгляд Нидина, блять. Какой-то стрим Дефунтера. Сейчас, подождите, я дочитаю комменты, дальше будем играть. А лучше, знаете, что он как-то подсибнуть нужно. Короче, смотрел, жесть, вообще ничего не понимал, что он говорит. Но он такой ДЦП видно. Я раньше думал, что все скилловички с мозгами, типа не может быть такого, что ты круто играешь, ты без мозгов. Там видно, человек неразвитый вообще. Но может быть он неразвитый в плане общения, то есть, скорее всего, ну типа так жил, ну знаете ли, у людей бывает такое, что там друзей нету, например. Или что-то еще. Ну, короче, он такой неразвитый, не социализированный, я бы так сказал, человек, как мне показалось. А еще я, честно говоря, не знаю, что здесь делать. У Теле2 это мобильный тариф игровой, я понял. Зверь просто, абсолютно, блин. Абсолютно. Пересвечивает базу. Дмитрий Робинтер зашел в аркаду, выполнил цех. Он просто мямлет жесть. Ну, типа вот такой вот Лёшка. То есть мобильный тариф и плюс тариф для компьютера в районе 2 км. Здесь надо сагдик делать. Я думаю, да, у меня уже созрел план, как мне отсосать побыстрее. Но здесь поеду, здесь Лёшка встретит, здесь Лёшка встретит. Отсюда я поеду, он меня отсюда из куста обнаружит первее. Я буду скулить. Вот, а на фэткок и Слави бежит, если что, пацаны. Блять, ванночку это обостали. Сюда! Сейчас главное не выскочить на сагдик, да. Друзей нет или просто 50-летний детник. А, да, мы нашли носорога, пацаны. Поехали спросим, как у него дела там в качалке. Тащи, дядя. Вся жопа в поту, пацаны. Вся жопа в поту. И немного... Станина обвисает и немножечко течет. Нашли крыс. Да. Да, но у меня были подозрения, что там мартовод. Вот единственное, типа, подозрения были необоснованные, потому что на этой хуете обычно на ней далеко не уедешь. Оу. Оу. Домашнее задание, ребята. Не запороть затасканную катку в такой ситуации. 4000 урона, пацаны. You know. You know. Так, корзину захуярил в бугор чисто абсолютно, бля. Что? Что в смысле, что ли? В смысле, что ли? Доброе утро. Ты говоришь. Да. Госпожа хрипит. После пьяных. Мне не понравилось, конечно. Почему? Голова болит. У меня не болит. Все шикарно чувство. Ясно. Короче, я рекламировал коньяк. Это вискарь шотландский, очень дешевый, но вкусный. Всем сказал, что он заебись. Он вкусный. Госпожа сказала, невкусный. Вот, но вчера не сопротивлялась. Госпожа в кадр, зайди в кадр. Не чесанную? Нет. Чего-то не будет пока что. Ну покажи немножко. Да, не расчесанную, только встала. Ну покажи что-нибудь там. Руку, например, с котом. Что я существую? Но пацаны не верят.
Хорош, абсолютно, блядь. Такую катку вытащили только что. Видела госпожа? Она не видела. Я не понимаю, почему смотрят таких уродов, которые с кирпичными мордами все 15 минут боя сидят, не сказав ни слова. Вот так вот, блядь. Значит, это путь к успеху. Хочешь таблетку? Кидай. Вот, и затем кажется. Я все закину таблетку. А на, короче, тебе всю банку. Бери всю банку, но ешь одну. Не сходится. Так. Гачеслав веселее весь стрим. Да. Да. Ну, со мной реально веселее, пацаны. Потому что все остальные доходяги дырявые. Госпожа, иначе дик. Наказание будет ночью от тебя. Госпожа не любит в кадр залазить. Вот. Ее иногда уговаривают. Но последняя иногда была год назад. Мы... Если год назад, Когда ты последний раз в кадр заходила? когда вот здесь вот кресло еще стояло, мы сидели, играли с тобой. 3 секунды прошла мимо, никто даже не поверил, что это... Да, я там видела. Что там человек есть. Слушайте. Почеши ее. Идем почешу. Где ты мне потешишь? За ушком. Значит, вас... Не вытано, не чесано, не выходит, значит, воспитано. Абсолютно. Зайди по-братски. Странно, что у тебя нет просмотров. Да. Да. Покажи женщину. Хоть на экране я вижу. Проси 500 голды, ее мотивирует пойти за 500 голды. Она говорит, даже она говорит, 500 мало. Даже она, блядь, понимает, что 500 голды это мало. Ебать. А, Мне 500. на полу не сиди. Ну будешь ты в кадр заходить или нет? Ну куда я ничего с ним? Ну так ты можешь с телефона фотку свою показать здесь. Подойти и показать фотку? Ну, это я. Давай на... Максимальный. Я очень барклёвый беру. Гугли Ритку чики-пики. То есть, по-твоему, так я выгляжу, да? Ну, пацан, ты не знаю, как ты выглядишь. Будет круто, если мы повыебываемся. Немножечко. Чики-пики сказал. Но... Это, по-твоему, не крутая баба? Как, внешне или... Ну, внешне. Согласитесь, Илишка, чики-пики, заебись. Я не думаю, что я на нее похожа. Анька сказала, что не думает, что не похож. Так, пусть выходит, мы поймем. Йоу, мазафака. Плюха, здорово. Только что получить голду надо будет за Юшу подписать, да. Но пока что Юша самая лучшая избирательная компания. Я тоже общаюсь со своей рукой. Да, Жинка твоя. Можно считать, да, Жинка. Ты Жинка? Это звучит по-украински. Жутко. Чего круто звучит. На украинском. Хохол. Муж будет хохол? Ну. Если она красиво, то выйдет на камеру. Да она красиво, просто хуйня занимается. В Инстаграм зайдите посмотреть. Там, правда, я ее затмеваю немножко. Там кот всех закрывает. И кот, да, и кот. Скажи ее и поставь как елку на НГ. Иришка Чики-пик, самая лучшая, да. Я свою жену, когда с утра не накрашенно видел, охуел сразу. Я за домом постою, комментарии почитаю. По-славянски Жинка. Да. Меня спрашивала, как муж будет по-украински, я сказал, что хохол. Я стопудово угадал. Иришка, на норм, только монгол, что бухал, страшный, что нет, все равно. Как будто у него жопа не рью на лице, да. Концепта только качаешь. Или я скипнул ветку. Ладно, шучу, моя Жинка самая лучшая. Сразу видно, кому Жинка пришла. Да, в смысле, человек будет мужик. Человек. Людина это вот человек по-русски, а чоловік це мужик.
А я думал, хохол будет. Значит, я перепутал. А как это пусть? По-русски? Муж. Муж. По-украински хохол, по-русски муж. Это как это? Хорошо, нам красть-то не надо. Ну, смотря за кого ты в битве блогеров участвуешь. Ну, говори, Аня. Вам слово. Алька. Учит, которая этот, английский. А, салатас. Салатас, оливьетас. Угу. Мы можем передавать украинский. Как по-украински будет салат. Салатас, и все. Салатис. Мгм. Что на и на Ай, да, блядь, там половина слов выдуманные, как же, так же, как и белорусские. Там белорусский искорявленный. В каком городе живешь? Витебске в Беларуси. В Фистевске, да. А если быть точно, в Фистевске. Кунилингас, да. Да. Можешь по-украински кунилингус? Да. Ой, опять животное есть, это грязное. Ты белорус, да. Я ваш бульбашонок маленький, сладенький. Бататас, бля. Говоря по-русски, бататас. Эх, блин, папа! Мужик, он и в Африке бой, все верно. Витебск, город гей-бой, Витебск. Он у Ваньки спросите на соседнего города, она говорит, что в Витебске все долбоебы сумасшедшие. Ну, блин. Я такой концентрации не встречала нигде. Ну вот, Сквиртевск. Разбавляйте, разбавляйте. Короче, она говорит, что в Витебске одни долбоебы живут. Я сказала, что очень слишком многополион. Что их много. Это не одно и то же. Блин, много и все, ну, думаю, есть разница. Я вам скажу, что в Витебске реально долбоебов пиздец много. Поэтому я здесь и родился. Потому что здесь интересно. Сколько надо сваливать отсюда. Вставлять. О. Сама живет в Витебске, да. Да. Ну, я вообще-то не отсюда. Но она не от Седова говорит. А ее слышно вообще? Скорее всего, слышно. Посмотрел расстояние 500 км до тебя. Вот 500 голды до меня, если что. За 500 голды я сам к вам приеду. Да, слышно, ну хорошо. Вчера с госпожой картошки нажарили. Копченой скумбрии купили. Пиздец. Как мы потеряли грибы. Я рассказывал. А кот грибы проебал, целую сковороду. Блять, ну вот коту доверили, казалось бы, самое простое. Сковороду грибов, блять, жареных. Он ее проебал. Вертолетами, блин. Десантировался на сковороду, сука. Удивил. Приземлиться надо. Удивил. Парашютисты. Кто не в курсах, он в августе с окна спрыгнул с 6-го этажа. Его там чуть шили за круглую сумму. А теперь он прыгает только со шкафа на сковороду. Больше с окна не прыгает. Бля, я думал, я толкну этого Лёшку, и мы тараном его взмыхнем. Кто-то за 500 голды, а кто-то за колоров. Да. Нахуй пошли свиньи. Я отдамся в КВ-2. А не, ладно, он не в форме. Ладно, я тоже уебично выстрелил. Ай, блядь, нахуй. А, слушайте, можно было катку тащить. Я жопу расслабил, можно было туда уехать, что-то придумать. Долбоёбы, все верно. Я живу в деревне, у нас тут... Пишет Павел, который вчера в кормушке для коров проснулся.
Я живу в деревне, да, вот сам рассказывал. Ну, так или не так? Я живу в деревне, у нас тут все сильные, но всегда нетрезвые. Ебанутых у нас точно много. Да. За 500 голды довезу до Витебска с любой точки. Да. Да, за 500 голды я готов на все. Да. Приезжаю в гости в Сибирь, блять, я б с радостью. Мне вот на всякие эти, на моря не тянет нихуя, а вот в Сибирию куда-нибудь, на Байкал бы, или бы на Алтай, блять. Я бы съездил. Байкал, да. Да, но, во-первых, мы можем ездить только с госпожой, а во-вторых, у госпожи работа, поэтому мы никуда не ездим. Но я же могу прийти по-царски сказать, у моего мужика две работы, мне это все нахрен не надо. Да, и мы поедем в Сибирь отдыхать. Гутен так, Фрейзер, здорово. Теперь прыгать скоро до грибов, да. Грибы с котом у нас были на ужин. Тургут. Блять, я с радостью, пацаны. Павел Легенда, теперь он после кормушки официально в клане Корм, да. За 500 голды посплю в коровьей кормушке. Только в Сургуте, в Иркутск приезжай, там как раз Байкаул. Блять, я бы с радостью, пацаны. Вот в такие вот города, куда-нибудь я бы с радостью прошел посвящение вступления в клан. Да, мне кажется, тебя твоя вебка уродует, потому что в инсте ты секс-модель. Блять, потому что я не сплю нормально уже хуй сколько дней. Я на вебке, бывает, на человека похож, когда причесанный. В Алтае тоже красиво, да. Бросил пить, но вчера случайно проснулся с признаками похмелья в кормушке у коровы. Весело живем, красава. Я сам рядом с Москвой живу. Ну и мне до Москвы ночь езды. Сейчас не там, к сожалению. Ничего страшного. Это временно. Это временно. Так что, может быть, мясо приготовим? Закидывай в духовку. А ты ел? Я гречку ел, курицу. Просто танки меняют внешность, как алкоголь, да. На стриме я вот ошметок пизды, а потом я резко хороший. После стрима. Да? Ну, естественно. Ну, За это мы тебя и любим. Готов. надеюсь, да. Быстрее бы домой уже заебал эта хуйня. Скоро все закончится, все будет заебись, братан. Надо только немножечко потерпеть. Надо понимать, что все мы мир танков. Весь мир это мир танков, а мы в нем Зеленский, блин. Можно приехать в прекрасный город Пенза. Тут много животных. Они волосатые, добрые и заходят по выходным в точку, где их кормят специальными кормушками. Также тут прекрасная погода, да. Дождь из грязи, да. И так как терпилович. Ну, Пивные бабы, папа. пивные папы. Волосатые мужики, пивные бабы. Да. Конечно, Мудя посидит, пока от арты на Маусе урачишься. Ну да, да, пиздюки делают. Пиздюки делаются пиндюки. Бля, ну прикольно. У нас тоже попья немного что делает. Там как тоже много животных волосатых каждый день. Да, Джофнер ем. Прям за твою работу у меня там. Но Нанька говорит, на работе мне тоже. С такими работы. Купаться в снегу будешь, блядь, заебись. Сейчас бы после бани и в снег лицом. Ох, это было похуенно. Я бы сразу с самолета бы там с снег лицом. Смотря с какой высоты. Не важно. Где мадама работает. Она продает косметику теткам. Вот. Ну, это на белорусском. Тетка на белорусском звучит как волосатое животное. Вот. Кто не знает белорусский, я вас научу, да. Ребята, домашнее задание. Выучить, как на белорусском звучит слово тетка и дядька.
Контрольная. Да, будет контрольный фистинг. За голды. За 500 голды, да. Короче, неинтересно тут перестреливаться. Иди ставь мясо. Приготовиться, то поедим. Что? Ну ладно, как хоть. Там еще картофанчик оставался вчерашний. Нет. О, ты голодный. Мама? Ходят по Пензе Джоу и Юши, в общем. Мама? Прикинь, у нее дети родятся с такой же шеей. Это пиздец. Ему надо выбирать бабу без шеи вообще. Чтобы родились нормальные дети. Знаю слово батька, это правильно. Это правильно. Снега еще мало, чтобы после бани лицом можно последний раз прыгнуть. Блять. Что, хочешь кушать? Ну, троху есть, я с утра особо не поел. Я с утра просто пытался дышать, чтоб хватило сил запустить стрим. Бульба, знаю, но да. Да, на самом деле там ничего сложного. Во-первых, очень сильно на украинский похож. Слов 10-15 выучишь, они все очень похожи с украинскими, и все. И ты уже, считай, знаешь и белорусский, и украинский, и так далее. Троха, да, вот, трошечку. Ну вот по-украински обосрался, а по-белорусски обосрался. Вот и вся разница. Смысл одинаковый. Дома спички есть? Нет, но есть зажигалка. Подожги какую-нибудь палку и подожги потом духовку. Это лайфхак. Я за вчерашнего обеда, кроме ногтей, нихуя не ел. Блять, жестко, пацаны. Ешьте, не занимайтесь хуйней. Нас можно заземлить лицо в охлажденную грязную лужу. Блять. Умоемся над лужицей. На украинцев тоже много акцентов. Да, да. Ну даже вот в Беларуси. Беларусь-то что там 2 раза пукнул, и ты уже на краю. Даже у нас вот в одной стороне один там белорусский. Ну, условно говоря, там некоторые слова по-другому. Ну, можно назвать, наверное, другим диалектом. И тем временем украинцы, которые, блядь, у нас отдельная мова. Это тоже русский, только очень далеко от России. Вот и все. Вот и вся разница. Так же, как и белорусский. Я, кстати, в 2012 году в Киеве был, я уже рассказывал. Во-первых, город очень сильно напоминал Минск. Сейчас Минск попиже. Во-вторых, люди настолько один в один такие, как у нас, да, там, или как где-то еще, что это просто пиздец. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Западный хуй поймешь, ну да. Но у них же там не только, они же не только на украинском говорят, и там же всякие венгерские там диалекты у них и так далее. Закарпатье это... Ну там такие азисовцы. Блять, альфа не прошла, сука. Вот болгарский, это вроде как, да, там, из группы славянских языков. Но болгарский, он такой совсем... Вот я песни Азиса слушаю, я только понимаю слово «любота». И все. Остальное я не понимаю. И писички тоже понимаю. Остальное не понимаю. Вот «любота» и писички, это мы знаем. Это мы любим. Че, охуенные жуты. Ну да, прикольный, прикольный. В России тоже диалектов много. Удмуртский. Да, у вас там хватает. Больше польского у них. Угу. Ну вот на краю Беларуси больше польского и... Ну и украинцев тоже. Кстати, вот польский, у него
Вот если знаешь белорусский, по-польски троху можно понять. Шпрехать нет, а кое-что понять можно. В России тоже есть поселения украинские даже за Уралом. Ну вот. Ну вот. Ну это, наверное, когда предприятия перевозили на Урал, да, там за Урал. Население осело. Это только в одном городе. Болгарский может быть только перец. Абсолютно. Абсолютно. Самый непонятный. Из славянских это польский. Ну вот, короче, допустим, вот россиянам более-менее понятно, что там на белорусском говорят, но не совсем все. И вот также для белорусов звучит польский. Типа более-менее все, ну, примерно понятно, но кое-где там это ничего. Переселенцев. Да. Здорово, что скажешь про эту ветку? Тоже хочу ее пройти, ветка клевая. Леха, здорово, ветка клевая. Мне нравится тем, что на ней просто прикольно кататься, вот как дурачок катаешься туда-сюда. Вроде даже ничего не бесит. На Сургут там чисто весь союз был. Сейчас в компаниях украинцы, казахи, татары. Но у нас тут недалеко есть город Новолукомль, там гидроэлектростанция стоит. Ну и город, по сути, вот он, я бы сказал, музей Советского Союза. Там все старые дома, там, ну, кое-где подкрашены и все. Улицы, все такое, чисто вот Совет Юнион. Витебск когда-то тоже таким был. И, ну, город построен относительно недавно, там, не знаю, может, в году 70-м. Построили электростанцию вокруг города. И там тоже, там весь союз, там грузины, армяне, кого только нет, они все там перемешались и бурлят. У них там гигантское озеро красивое такое. Ну вот там реально дружба народов, блин. Я с белорусом в танке играю, поэтому более-менее белорусский язык понимаю. Ну вот. Нет, самое непонятное, это Квартер-Робертский. Я позавчера исключительно на нем общался. Жаль. Даже не надо знать белорусский, чтобы понимать язык. Все верно. Особенно по пьяни. Особенно по пьяни. Ладно, на этом мы, ребята, и кончим. Всех лабидап. Низкий поклон. Вадим, еще раз спасибо за жирный подогрев. Это хобби-хорсер с кормушкой. Да. По пьяни понимаешь языки мира, да. В общем, пацаны, вечером увидимся. 19:00 где-то будет стрим. На чем поедем, не знаю. Ну, может быть, дальше будем качать эту бебру, либо на чем-то еще поедем. Что, все уже? Да, на этом мы и кончим. Кормушка щедрая. На этом мы и кончим. Вечером продолжим. Всех лабидап. Берегите. Гудок. И своих близких. Но за 500 голды. За 500 голды можно и проебать. Да. Все, счастливо. Мы сейчас доедем какой-нибудь по Кинслейва на ВК Play. До вечера мы с вами распрощаемся. Evil Slave будем это рейдить. Единственный, на кого у меня подписка там есть. Все, пацаны, будьте здоровы.